проснулись, то, что пришли в этот зал. Они просто пришли посидеть, но они не ценят еще. Они не могут оценить то, что здесь будет происходить. Они совершенно недопонимают ценность информации. А вот Николай, почему? Потому что его жизнь изменилась именно после такой встречи. Он понимает, насколько это важно. Так вот, сегодня все зависит от вашего мышления. Если ваше мышление готово меняться, вы изменитесь. Если не готово меняться, вы не изменитесь никогда. Потому что мышление – это залог вашего успеха. Сейчас я хочу обратиться к людям, кто вчера не был, но пришел сегодня первый раз. Поднимите руку, пожалуйста. Вот вас вчера не было, да? Точно? Вот кто вчера точно не был, сегодня пришел первый раз. Поднимите, пожалуйста. Отлично. Ну, те, кто вчера был, давайте и скажем, им посочувствуем. Почему? Человек пришел, опять не оценил, опять кредиты, опять работа, опять обыденная жизнь. То есть человек не пришел повторно. Почему? Потому что он бедный в мышлении. Понимаете, о чем я говорю? Вот поэтому одни становятся чемпионами, одни путешествуют по миру, одни люди увольняются с работы, пишут лучшие книги, потому что их мышление готово меняться. Тем более в Якутии, если говорить честно, сегодня нет больших каких-то мероприятий, там, концертов значимых. Ну а если честно, жизнь здесь немного скучная. Я говорю правду. Почему она скучная? Ну потому что холода, здесь нет каждый день, там, ну театр, да? Каждый день есть. Да? Есть каждый день. Дома? Нескольких театров. Хорошо, театров много. Каждый день там выступают известные люди? Каждый день? Нет. Известные люди? Безруков? Не каждый. Нет, ну а что тогда врете? Даже вчера был парад «Якутия мастеровая». Смотрите, я говорю про известных людей. Алла Пугачева каждый день там выступает. Ой, это Пугачева уже старая. Ясно. В общем, смотрите, пока вы не будете готовы принимать знания, у вас в жизни ничего не изменится. И сейчас на сцену выйдет Айгуль Газезова, которая расскажет вам про благодарность и понимание жизни. Встречаем Айгуль Газезова. Доброе время, Якутия! Ну, на самом деле, благодарность – это одна из мощнейших сил, которая дает вам двигаться вперед. Я вам расскажу историю свою в детстве, потому что, ну, не в детстве, а когда я вышла замуж, и получается, так получилось, что мне пришлось развестись. И я приехала домой, я думала, что, начала себя жалеть. В тот момент я начала себя жалеть. Я одна, должна была воспитывать ребенка, ребенку 4 года. Я приехала и к сестре, получается, вернулась в другой город, приехала к сестре и, естественно, начала себя жалеть. Мне понравилось, что моя сестра в тот момент, она мне сказала такие слова: Айгуля, мы снимаем квартиру, за квартиру мы платим столько-то, за продукты мы платим столько-то, я тебе в этом месяце займу, но на следующий месяц ты мне отдашь. Вот представьте, как мой мозг начал работать. Я стала себя жалеть? Конечно. Я стала себя жалеть в тот момент? В тот момент я начала обвинять свою сестру и говорить, как она могла, я приехала, как она могла мне так, я с ребенком, неужели она меня не любит, почему она меня не жалеет, да? В тот момент я могла бы себя жалеть, на самом деле во мне бы начала бы вот эта жалость быть, но я взяла себя в руки и через 2 недели я нашла себе работу. Сейчас я ей очень благодарна, потому что она меня в тот момент сделала сильной. А я могла бы себя жалеть, и месяц-два могла бы что? Сидеть на ее шее. Так же? Ну да.
Да? Вот в тот момент я стала сильной. Вот именно она дала мне тот толчок, который, наверное, именно благодаря моей сестре я сейчас, возможно, стала сильной и, возможно, достигла многих результатов. Потому что она убрала во мне то, что я должна была себя жалеть. Потому что сейчас очень много людей мне пишут: ой, там мне нету денег. Но есть же возможности, есть же много возможностей, как себя реализовать. Почему мы должны жалеть? Вообще слово «жалость» и причем сам себя человек начинает жалить. Понимаете? И на самом деле благодарность, она, когда вы от чистого сердца начинаете благодарить, мое утро начинается с благодарности. Я утром встаю, и я благодарю за то, что у меня есть. Многие не благодарят за то, что у них есть ноги, руки. Они думают, что это нормально. Они начинают акцент делать и акцентрироваться на то, что у них нету. Нету денег, нету работы, нету там еще, да, на то, что не хватает. Но не благодаря за то, что у них уже сейчас есть. Я утром встаю, и мое утро начинается благодарность за то, что я просто встала. Я, когда была на море, на самом деле я не могла себе до этого позволить ездить на море, но я когда стояла на море, я стояла, и у меня, знаете, настолько было чувство благодарности, что я стою своими ногами, потому что многие люди, есть люди, у которых нет ног, есть люди, у которых нет рук. Вы, наверное, знаете историю Ник Вотчи? Знаете историю? Да, да. Рук и ног нету, но у вас есть к нему чувство жалости? Нету чувства жалости? А почему нету? У него же нет рук, ног. Достаточно себя реализовал. Потому что на самом деле, когда я на него смотрю, я восхищаюсь им. У него нет жалости. Ну что у него есть? Вы что заметили? Он когда выходит на сцену, что у него есть? Улыбка. Понимаете? Улыбка. Он выходит, и у него есть улыбка. У него есть что? У него есть благодарность. Он утром просыпается, он благодарит за то, что у него есть. Понимаете? И когда есть эта благодарность, Вселенная вам хочет дать еще. Но люди, которые не благодарят, она хочет, наоборот, у них забрать. Я вам просто такой пример приведу, потому что с этим примером многие начинают это понимать. Вот у нас есть здесь семейные пары, муж, жена. Есть семейные пары? Вот вы, я прям на вас смотрю, вы такая прекрасная семейная пара. Вас как зовут? Аня? Сергей? Вот смотрите, представьте, вот такая ситуация. Сергей приходит домой с огромным букетом роз. Метровый, запах такой, аромат. Он приходит к Ане, и Аня говорит: зачем ты купил этот букет? Лучше бы дал деньгами. Несколько дней будет стоять, потом завянет. Да? Есть такая ситуация? Есть, да? Лучше бы ты мне там то-то купил. Зачем мне это надо? Вы чувствуете от Ани благодарность? А как вы думаете, Сергей в следующий раз придет с цветами? Нет, не придет с цветами. Потому что нет благодарности. А если Сергей приходит к Ане с букетом цветов, и она его встречает: какой ты у меня молодец, как я тебя люблю, ты выбрал именно мои цветы. Что происходит, Сергей? В следующий раз будет. Что происходит? Он хочет еще что-то сделать. Понимаете? У него энергия поднимается, и он в следующий раз Ане шубу подарит. Потому что есть что? Благодарность. На самом деле есть благодарность. И мы не умеем благодарить, а Вселенная, когда вы благодарите, она хочет еще дать. И я хочу, чтобы мы на самом деле встретили нашего наставника с благодарностью. Потому что этот человек, который, по крайней мере, я вижу людей, которые меняют свои жизни, меняются их сердца, меняются их отношение к людям, меняется отношение в семье. Именно благодаря этому человеку. Это человек, который трудится с утра до ночи. Вот пока люди спали, он на самом деле трудится.
Я вижу, насколько он отдается людям. Он не должен приезжать в Якутию вообще, потому что он достаточно зарабатывает, ему не нужно вообще ездить никуда. Но он что делает? Он делает то, что многие не хотят делать. Он поднимается только ради людей. На самом деле мы с ним ездим не первое турне, я практически не пропустила ни одно турне, и я вижу, насколько он делает благо для людей. Таких людей очень-очень мало. И этот человек когда-то изменил мою жизнь, изменились жизни многих людей, причем простые. У нас есть обыкновенные инженера, механики, слесаря, у которых жизнь поменялась, и он ни с кого ни копейки не взял. Все знания он дает в подарок, он дает практические рекомендации. Я очень ему благодарна, потому что моя бы жизнь была бы другой. Вот у меня, например, сестра, она очень серьезно болеет. У нее очень серьезное заболевание, вот, и практически мы сейчас боремся между жизнью и смертью. И препараты, которые мы ей покупаем, они очень дорого стоят. Это даже не 200 тысяч рублей, и это даже не 500 тысяч рублей, это намного дороже. Вот представьте, если бы у меня не было возможности купить бы ей эти препараты, что бы я сделала бы? Я бы взяла кредит, да? Также я бы продала бы там свою квартиру, мы же все так делаем, продала бы машину, у меня не было бы возможности ей купить. Я благодарна, что я сейчас могу ей прикупить эти препараты, не ходя в банк, не брать кредиты. Это многого стоит. Я сейчас могу родителей отправить путешествовать. Я им говорила, выбирайте путевку, куда хотите, я вас отправлю. Вы хотите такие подарки делать своим родным и близким? Вы хотите жить так, как при жизни мы говорим. Это что значит? Я раньше в магазин заходила, мне нравится какое-то платье, я его примеряю, но я смотрю на цену, я говорю, ой, оно мне не подходит, ой, что-то вот здесь не то, хотя оно мне идеально подходит. Почему? Потому что я смотрю на цену, и я понимаю, что я не могу себе его купить. Я раньше проходила мимо дорогих бутиков. Я раньше вообще в салоны, в эти автосалоны вообще не заходила. Я думала, я зайду, меня спросят, чтобы я купила машину. Я мимо проходила, я боялась. Потому что у меня мышление было бедного человека. Потому что я проходила мимо дорогих машин, я думала, что я никогда такую машину не куплю. Понимаете, что произошло со мной? Как вы думаете, если человек, который изменил мою жизнь, поменял мое мышление, насколько я ему должна быть благодарна? Вы понимаете, что на самом деле у меня благодарность идет от сердца. Когда вы научитесь благодарить, у вас начнет сердце раскрываться, потому что вы не можете благодарить. Благодарность идет откуда? От сердца. Вы благодарите своих родителей, что вы родились на этот свет? Да. А когда вы благодарите, что происходит с вашим сердцем? Ёлкает. Тепло идет, да? Вот на самом деле наш проект, вот видите, у нас есть два крыла. У нас есть и духовное крыло, и финансовое крыло, и они идут вместе. Понимаете? Потому что если у меня нет денег, я не могу помогать. Я не могу построить храм, мечеть. Да? Кто может построить и помогать людям? Только человек, который богатый. Да? В основном очень много... Вот кто, в основном, вот если брать статистику по грабежам, по убийствам, кто это делает? Бедные люди. От чего они делают? От нехватки денег, да? Богатый же человек не пойдет в форточку лазить, там, убивать или воровать. Понимаете? Поэтому на самом деле я хочу, чтобы мы послушали внимательно нашего наставника, потому что то, что он говорит, это на самом деле ценно. Вы все пришли сюда, вы деньги заплатили? Нет. Не заплатили? Вы понимаете, что это благотворительное? Вот то, что турне происходит, это на самом деле турне благотворительное. И я хочу, чтобы вы внимательно его слушали, потому что, возможно, здесь будут сидеть люди, которые так же, как и я, изменят свою жизнь в лучшую сторону. И вы начнете так же, как и мы, помогать другим людям. Поднимите руки, кто хочет помогать людям. А почему вы хотите помогать людям? Потому что
внутренне заложено такое. Вот, потому что у нас внутренне заложено это помогать. Потому что мы счастливее становимся, когда помогаем людям. Когда мы видим, что другой человек радуется, через вас радуется. У вас начинает что внутри? Начинается внутри наполняться счастье. И дело даже не в деньгах, а в том, что через вас люди узнали об этом, получили здоровье. Мы с Алитой ездим по многим городам и странам. Вы не представляете, какие результаты мы видим людей. Когда мамочка стоит с ребенком, у которого был диагноз ДЦП, и который не мог голову держать, понимаете, ложку держать. И она стоит со слезами и говорит, что она может, что ребенок сейчас голову держит, что ребенок сейчас ложку держит и хочет говорить. Вот представьте, какое наше состояние. Счастливая. Счастливое. И мы ездим в Грозный, Нальчик, везде, куда бы мы ни ездили, во многих городах. Узбекистан, Кыргызстан, по России во многих городах. Везде такие же результаты. Но мы, допустим, нас несколько человек, мы не можем всех охватить. Поэтому мы хотим, чтобы нас было намного больше. Вообще в Японии есть такая поговорка. Если ты узнал что-то хорошее, что принесло тебе пользу, ты обязан поделиться с другими людьми. Обязан. У вас есть это в религии? Да. Есть же в религии, да? Если ты что-то узнал хорошее, ты просто должен об этом поделиться. Это как обязанность твоя должна быть. А у нас люди приходят и что говорят? А что, людей надо приглашать? Так ты поменяй мышление, не людей приглашай, а с каким людям ты можешь помочь. Понимаете, с каким людям ты можешь помочь. И на самом деле я... Андрей Артурович, меня на сколько времени оставили? И я хочу, чтобы вы на самом деле от чистого сердца, вот с глубины своей души встретили нашего наставника, человека своими знаниями. Это наш наставник, это сертифицированный бизнес-тренер от Брайана Трейси. Вы знаете, кто такой Брайан Трейси? Брайан Трейси, он помогает людям выйти на доходы 2-3 раза. Но его знания стоят сколько? Очень дорого. Тони Робинсон, один коуч Тони Робинсона стоит $1 миллион. Но Андрей Артурович получил знания, которые стоят более $100 000. И он делится с вами в подарок. Я хочу, чтобы мы все его поприветствовали. Андрей Артурович Шаура! Давайте похлопаем так, как будто вы себе хлопаете. Давайте. Благодарю Айгуль за ценную информацию, потому что если человек понял, что она сказала, эта информация его изменит в лучшую сторону. Вернемся к мышлению. То есть человек, если мыслит по-другому, не как умный,
а как мудрый. Его жизнь меняется. Умный сидит и в зале умничает. Умный сидит на работе, умничает, но получает зарплату. Умный мечтает всю жизнь о собственной квартире, домах, машинах, о путешествиях, но почему-то это не имеет. Мудрый мыслит по-другому, информация относится по-другому и почему-то имеет то, о чем мы говорим. И я вам просто хочу что-то показать, да? Вот это государственный театр оперы и балета Саха-Якутия. Где он находится? Ленина. В Якутии. Улица Орджоникидзе. Да. Вот так посмотрим расписание ради интереса. Интересно же, да? Сейчас идет какой месяц? Март. Вот одно выступление будет 6 марта, другое 15 марта, а следующее получается 17 марта, 22 марта и 30 марта. То есть не каждый день, да? И если мы берем Москву, вот женщина слишком умная, я же говорю, вот когда умный человек, вот она на своем стоит и все. Если мы берем Москву, то в Москве десятки разных театров, разных спортивных комплексов, разных, не только Москва, это может быть Красноярск, Новосибирск, это может быть Красноярск, Новосибирск, еще для одного умного объясняю. То есть, понимаете, о чем я говорю? Есть умный он всегда стоит на чем? Он будет отстаивать свое, но будет нищим. То есть он будет всегда защищать свое, но будет нищим. Вот в этом и проблема людей. Они отстаивают свою работу, но они... То есть почему? Потому что легче, понимаете, вот отстоять то, где ты есть. Легче отстаивать плохой брак, да? Легче отстаивать, что ты полный. Легче отстаивать, что у тебя нет денег. Легче отстоять, что вот у тебя есть работа, и она на самом деле не любимая, но ты говоришь, это любимая работа. Потому что так легко взять снять ответственность с себя. И вот, например, если мы заходим хотя бы в один театр города Москва, то там выступление только одной Анны Карениной, ну то есть каждый день идет, хоть в одном театре. Но сейчас я вам могу сказать, что у вас есть выбор. Либо вы меняете подход в жизни, либо у вас жизнь остается такой же, какая она и есть. Ну вот простой пример. Вы сегодня живете примерно так, как родители вам передали. Ну, скорее всего, либо с ними в квартире, либо с ними в доме, либо в их квартире, но не в собственной. У большинства так. Либо ипотечная. Ипотечная, она тоже что? Кто знает? Долга. Не своя. То есть она еще не ваша. И что получается? Получается, что на сегодняшний день, если человек способен изменить мышление, меняется его жизнь. Вот понимаете, Николай живет в городе Улан-Удэ. Улан-Удэ неплохой город, так же как Якутск. И там тоже есть театр. И там тоже есть что? Жизнь. Но Николай вовремя понял, что если он хочет изменить свою жизнь, он должен вырасти в мышлении. И за это время он побывал в десятки городах, в разных странах мира. Он купил новый автомобиль, он погасил кредиты. И самое главное, дело не в деньгах, самое главное, он изменился как? Внешне. То есть он изменился внутренне и внешне. То есть вот это самое главное, что он изменился в целом. И вы знаете, когда он первый раз пришел, я ему сказал правду. Ты имеешь 3 миллиона долгов, потому что ты неправильно жил. Но если человек, понимаете, если правильно жил, он же не может иметь такие кредиты. Правильно или нет? То
есть я ему сказал правду. Дальше он 30 килограмм лишнего веса имел. Я говорил, ты неправильно ешь. И ты не делаешь определенные действия в области движения. Вода, зарядка. Вы знаете, он почему-то не обиделся. Он, знаете, почему-то не огорчился. И он не стал отстаивать свое пузо. Что в моем пузе тоже классный театр. Потому что это правда. Что у него пузо. То есть, что, друзья, мы понимаем? Человек стал меняться, менять свое отношение к жизни. И сегодня вот он вообще стал другим. И если я сейчас вам пришлю фотографию, давайте я вам ее, наверное, пришлю, то сравним, как он выглядит на сегодня и как он выглядел раньше. Да, вот смотрите, вот так мы смотрим, это же март 2018 года, а сейчас у нас какой год? 19. Давайте ради интереса с вами посмотрим. Николай говорит, это, говорит, не я. Он говорит, это, говорит, не я. Ну, на самом деле, это сейчас Николай. Николай, выходите сюда, пожалуйста. То есть до прихода в академию он был вот таким, сейчас вот такой. Ну, самому трудно поверить, что он стал другой. Красивый, молодой, успешный. И мне нравится с этим человеком делать дела, потому что он действительно хочет свою жизнь изменить в действиях. Он же что-то делает. И вот сегодня есть Академия «Успех вместе». Она помогает людям изменить мышление. Она помогает людям уволиться с работы. Она помогает людям путешествовать по миру. Вот я тоже свой город люблю, Ангарск. 11 зон. Урановый завод, нефтеперерабатывающий завод, цементный завод. Но я почему-то понимаю, что это не лучшее место для места жительства и радости жизни человека. Но я вообще-то там родился, я ценю этот край, но делать там нечего. Объективно, честно. Потому что если я буду жить среди заводов, то мои дети будут рано или поздно иметь заболевания. Мне это надо? Если я буду в сильных холодах жить, мои люди не будут видеть что? Ну, дети. Солнце. Мои дети не будут видеть в том количестве фруктов, сколько надо. Я, конечно, уверен, что у вас есть магазины, где, наверное, там есть много фруктов. Наверное, есть 100% дорогие такие магазины. Но вчера я зашел в магазин, и там был фруктовый прилавок. Я хотел фрукты купить. Я люблю фрукты. Там только продавались яблоки. Я так огорчился. Не в тот магазин зайти. Да, не в тот. Я понял, что не в тот. Есть 100% что? Другие магазины. И поэтому я люблю город Ангарск. Я там родился, но жить я четко понимаю, что я там не должен ради своих родителей, ради своих любимых детей, ради своих любимых родственников, потому что если я там буду жить, я как папа, как сын буду подавать плохой пример. У них не будет будущего. У них не будет будущего. Вот в этом плане. Поэтому меняешь мышление, меняется образ жизни. Меняется образ жизни, меняются возможности человека. И вот Николай в свое время работал на разных работах. Его мышление было ограничено, ну, то есть размерами одной банки. Я это называю, вот я вам сейчас покажу просто это наглядно.
Это называется привычка блохи. Вот человек родился. И он родился в какой-то семье, он родился в каком-то городе. Там есть определенные возможности. И, конечно, в каждой семье, в каждом городе есть разные возможности, это объективно честно. Но если мы посмотрим с вами вот на этот пример, то большинство людей, они ограничены, причем ограничены определенными рамками, которые интернет слабенький, сейчас попробуем еще раз. В Якутии что, с интернетом проблема? Проблема. Так вы же говорите, тут нет проблем. Это умный стартап. И в общем, Для тренировки блок нужна стеклянная банка и крышка. Блок помещают внутрь банки и закрывают ее. смотрите, когда посадили блоху в банку, она выпрыгивает из банки. Потому что она не знает, что возможности ее могут быть ограничены. Она знает, что она может спокойно выпрыгивать. Но когда она проводит время на какой-то работе, в какой-то семье, в каком-то направлении, в каком-то городе, она попадает в рамки этого города, в рамки этой специальности, в рамки этой работы. Закрывают банку. Затем оставляют на 3 дня. 3 дня проходит. Открывают. Когда же банка открывается, ни одна блоха не может выпрыгнуть из нее. На самом деле, блоки никогда уже не смогут прыгнуть выше уровня, установленного им крышкой. Их поведение теперь неизменно до конца жизни. Вот о чем наши тренинги. Что возможности человека, они не ограничены. Но они ограничены определенными рамками, которые он поставил сам себе в связи с теми возможностями, которые у него были в жизни. Работа, семья, друзья. А теперь представьте, вы будете дружить с людьми, у которых нет ограничений. То есть вы вот с этими людьми встречаетесь, вы с ними путешествуете по миру, вы с ними зарабатываете деньги, вы с ними занимаетесь спортом, вы с ними поете, танцуете. Какие ваши возможности? Вы же не знаете, какие, что плохо бывает. То есть, если эти люди немного обезбашенные, в том плане, что у них нет границ, да, у них нет предела границ, так и у вас, значит, нет предела границ. Вот в этом плане. И вот сегодня, что мы должны понимать? Что ваша жизнь может измениться. Кто первый раз пришел, я вам могу сказать одно. Если ты не изменишь отношение к жизни, у тебя ничего измениться не может. Ни кошелек не будет толще, ни здоровье не будет лучше, ни твои друзья не улучшат свою жизнь, ни родителям не можешь ты помочь. Почему? Потому что ты ограничен в возможностях. Если ты меняешь мышление, меняется стиль твоей жизни, меняются возможности и меняется жизнь. И вот Николай — это тот человек, который в свое время был ограничен. Понимаете? Но сегодня у него нет граней, поэтому он изменился. Сегодня он занимается вместе с Академией благотворительностью, помогает людям улучшить жизнь. А также мы продвигаем сегодня современную модель жизни, которая называется БЭПИК, прорыв. Что такое современная модель жизни? Это не важно, сколько тебе лет, ты можешь здесь преуспеть. Вот понимаете, иногда люди приходят, они вот привыкли в силу своего возраста делать только одно. И они считают, что больше ничего, что... Да, вот даже на нас они смотрят со стороны, и мы их пугаем. Почему? Потому что мы для них это как будто бы инопланетяне с Марса. Мы говорим о том, что можно помолодеть, а они в это не верят. Мы говорим о том, что можно зарабатывать деньги в одном телефоне, а они в это что? Не верят.
Мы говорим о том, что можно путешествовать по миру, а они в это не верят. Но когда мы заходим, к примеру, ко мне на страницу, мы видим, что более 50 стран мира я посетил. Мы видим, что в моей семье дорогие автомобили. Мы видим, что за 6 дней на вилле я заплатил 1,5 миллиона рублей. Просто, чтобы там пожить. То есть, понимаете, мы видим, что можно жить по-другому. Но я родился еще хуже в городе, чем вы. В худших условиях. Город, построенный на костях, город, рожденный победой, его строили заключенные, и все немцы, и все заключенные остались в этом городе жить. И 11 зон. Лагерный, что ли? Ангарцы хорошая нация. Все нации хорошие, все профессии хорошие. Есть люди, которые, скажем так, в определенном количестве хотят показать, что какая-то нация или какая-то там профессия плохая. На самом деле это не так. И врачи хорошие есть, и учителя есть хорошие. Я вот учился в школе, есть множество учителей, но есть учителя с сердцем, а есть без сердца. Он просто дает урок, а с сердцем он любит детей. Вот разница. И вот, понимаете, жизнь можно изменить. Мои ученики купили себе новые автомобили, но они в это не верили. И знаете, я показываю ученикам путь. Вот я на Мальдивы лечу, я показываю, что там здорово. И мой ученик летит туда, потому что он видит, что я туда лечу. То есть я даю возможность ученикам увидеть через свои примеры. И вот ученик летит, тратит 1,5-2 миллиона рублей и находится на Мальдивах. Но он-то недавно работал на заводе. То есть у него была такая жизнь обычная. И вот Айгуль для вас выступала, да, недавно. Так опять же, она была вот такой, сейчас вот такая стала. Здесь 38 лет, здесь 41. Она купила 4-комнатную квартиру, а раньше она никогда себе не могла это позволить. В столице Казахстана, Астана. Она ни разу не могла позволить отцу купить джип. Купила джип на юбилей. Конечно, она это ценит. Но чтобы это ценить, это нужно жить в этом. Ну, то есть, это нужно прочувствовать. Мне, конечно, вас понять можно. В каком плане? Вы новые люди. То, о чем мы говорим, для вас это чуждо. Ну, это нормально. И, конечно, я прекрасно вас понимаю, потому что однажды я был таким же. Ну, каким я был? Ну вот, не совсем правильно. Когда мне что-то говорили, я это воспринимал в штыки. Мне это не нравилось. Но зато то, о чем говорили, у меня этого что? Не было. Это защита такая. И вот сегодня есть прорыв. Бэйб, он меняет жизни людей в лучшую сторону. Что такое бэйб? Это современная модель бизнеса, где натуральные продукты питания, которые омолаживают человека. И вот Elevate – это завтрак с утра или обед. И мы можем только по одному Николаю уже с вами не спорить, что этот продукт что? Или по Айгуль. То есть мы с вами можем не спорить, потому что этот продукт действительно работает. Этот продукт заменяет более 30 баночек БАДов, витамин, мелких лекарств, основанных на травах, таблеток бросить пить, курить. Он полностью натуральный, сделан из овощей, грибов, фруктов. Но когда-то для меня это было чуждо, потому что я пил фанту, пил спрайт. Я заказывал тогда у родителей лейс, потом еще вот такие чипсы-то в баночках были. Принглс заказывал, мне Марсы привозили. Ну, то есть, понимаете, в свое время у меня были другие ценности.
Сегодня для меня важно здоровье моих родителей, моей бабушки. И в первую очередь этот продукт я купил не для себя. Я в первую очередь его дал бабушке в подарок. Она уже 2 зимы благодаря этому продукту живет. Ей сейчас 87-й год. 2 зимы она ездит на лыжах, но до этого она не ездила 20 лет. Это для меня важно. Значит, бабушка в движении. Значит, у нее нет старческого маразма. То есть, значит, она будет жить. Я этот продукт в первую очередь купил маме, потому что у мамы были такие вот... Есть переходящий возраст где-то там, помните? 15 лет там у детей. А есть у женщин переходящий возраст, вы знаете? Кто с этим сталкивался? И это начинается после полтинника. Им очень сложно. У них у многих климакс начинается. У них начинается вот, ну... Менопауза называется. Да. У кого-то менопауза это называется. У кого-то просто разочарование в жизни, что время потеряно, что не достигнуто то, что хотела достигнуть, что муж не того качества. И вот женщины начинают страдать, внутри себя страдать. Они об этом не говорят, им тяжело жить, они начинают стареть, очень быстро вянуть. Но вот роза, свежая, она очень быстро, если ее срезали, то есть, скажем так, теряет свои качества. Маме дал. Так мама как помолодела. Вот понимаете, конечно, этот продукт я для себя тоже заказал, потому что есть такое правило, начинать нужно с себя. Если ты не изменил мышление, если ты не улучшил образ жизни, если ты не стал правильно питаться, и вот этот продукт питания, он продлевает жизнь. Это завтрак с утра или обед. Экономит вам достаточно приличные деньги на витаминах, БАДах, на продуктах питания. И есть еще ночной продукт, о нем сейчас вам расскажет доцент медицины, кандидат медицинских наук, и в этом году она должна была получить профессора. И она расскажет вам про Accelerate. Вообще Accelerate это продукт будущего. Этот продукт наполняет клетки кислородом во время сна, наполняет также один из главных органов человека, скажем так, кости, скелет, определенными компонентами. За счет этого у человека все правильно функционирует. Вообще в этом продукте много удивительных, полезных веществ. И вот эти 2 продукта совместно дают работу правильного пищеварительного тракта, работу 79 органов. Все это научно доказано, обосновано. И вот вы, вот когда Айгуль выступал, говорили о духовности. Вот вы говорили, вот у человека внутри помогать. А почему тогда не помогаем? Еще как помогает. Вот интересный факт. Еще как помогаем, да? То есть догоняем, да? Вот реально мы помогаем людям? Конечно, помогает. Если бы не помогали, мы северяне, как мамам-то бы вымерли. Так что тут не надо. Ну, на самом деле, большинство людей, они не помогают людям на планете Земля. Они живут для себя, они думают о своем кошельке, они людей через дорогу не переводят, взрослого пола. То есть они не занимаются благотворительностью, и иногда они даже не помогают родным, братьям и сестрам, у которых трудности. И даже по 5 лет между собой не общаются. Есть такой. Есть люди, кто помогает. Это вот какая-то часть из нас. Еще есть какие-то люди на планете Земля. Но в большом количестве, к сожалению, это не масштабирует. И вот я, который рожден был для себя, никогда в жизни не хотел людям помогать. Вот я сегодня помогаю людям. Отдаю им все последнее. И мне это нравится, потому что, помогая людям, ты становишься лучше. И вот сегодня у нас Якутия, это уже... Вот за 6 дней мы выступаем 6-й раз. 1 марта мы выступали
Чита, 2 марта Чита, 3 Улан-Удэ, 4 Улан-Удэ, 5 Якутия, 6 Якутия. Мы оплатили сами гостиницу, перелеты, проживание, разные услуги, еду. И нам это нравится. Мы трудимся с утра до вечера. Мы не ходим ни в Чите, ни в Улан-Удэ, ни в Якутии, ни в одно место достопримечательности. Мы там не отдыхаем. Но, чтобы вам было понятно, вот когда люди приезжают какие-то, например, Алла Пугачева, которая, вы говорите, якобы старая, хотя я бы не сказал, что она старая. Вам же сколько лет? Вы же себя старой не считаете, наверное? Гораздо старше меня. Вот. Но вы же не старая, вы же молодая. Я еще молодая. Вот. И она тоже себя считает молодой. Так вот, когда приезжает Филипп Киркоров, или Алла Пугачева, или Безруков, ну вообще любой человек, они в первую очередь хотят не людям там помочь, да, они там вот выступают, но они очень часто хотят что-то там, знаете, Подзаработать. ну, деньги заработать, понятно, походить, посмотреть, соприкоснуться с чем-то, понимаете? Подарки собирать. Вот. Поэтому вообще вот сейчас вам Аэлита выйдет и скажет очень важные вещи, которые она мне сегодня проговаривала про триллионера. И это вам будет понятно. Расскажет про сколько стоит образование профессора, кто такой вообще наставник, чтобы вам было понятно. Расскажет вам про продукт. У нее будет несколько тем. Продукт Accelerate. Я расскажу сейчас про продукт Elevate. И она расскажет, кто такой триллионер, какие бывают возможности человека в плане помощи. Они разные бывают. Разные. И вот смотрите, капсула. Я беру капсулу и ее ем. Вы можете запивать сразу стаканом воды, либо разводить с водой. Вот Николай тоже, видите, кушает. И мне ему не жалко, что он берет у меня. Да. А как люди, а что ты мою взял? Что ты за свою не сходил? Вот, поэтому мы вроде как помогаем, да, но это как условно. Да? Вот, я очень рад, что он взял. Он взял мою, я думаю, как поест, а мне наставник сказал, корми людей, тебе больше вернется. Хорошо, что он мою ест, а не свою. Значит, больше мне придет. И вот я жую, и потом запиваю 2 стаканами воды. Вы можете развести, сразу в стакане выпить, либо проглотить. Я жую такую же. Вот я сыт. Я сыт. Вот вчера я ел где-то в 11 вечера, первый раз у вас в Якутии. Кляп, в ресторане. Ну, индигирку, салат греческий, это вот овощи. Вот. Потому что это полезная еда, овощи. Ну, антигирка это как местная достопримечательность. Без этого, скажем так, в Якутске нет смысла находиться. Вот беру воду. И это делает мои клетки лучше. Это делает клетки ваши лучше. Это делает клетки моих родителей лучше. И я получаю от этого удовольствие, друзья, что мы помогаем кому-то. И это стоит 100 рублей всего. А заменяет еду, а заменяет в будущем таблетки, лекарства, БАДы, витамины. Люди бросают пить, курить. Это помогает людям. И понимаете, вот. А пусть вот Иван, Айгуль и Алита все сюда выйдут. Вот смотрите, эти все люди не были идеальными. Вот Иван. Иван, он был вот таким. Сейчас Иван вот такой. То есть Иван был таким, стал вот таким. Айгуль, вот Николай был таким, стал вот таким. Вот Айгуль была такой, стала вот такой. А Элита, у нее заболевание 20 лет было неизлечимое, которое мы сегодня излечили, и она стала, то есть ей сейчас 39 лет, 3 детей,
И она выглядит гораздо лучше, чем выглядела раньше. Я вот найду фотографию, где она молодая. Где она? Тут же, да? Помните? Нет, две-то там вот рядом. Примерно выше. Да, сейчас. Просто я хочу вам показать, что все люди, которые выполняют наши рекомендации, причем денег мы за это не берем. Вот понимаете, вот она. В 2008 году она была вот. Да, здесь хороша она. Вот. Хороша. Да, понятно, она хороша. Только это было... Вот, вы не смотрите 8 год. Она была на 10 килограмм толще. Она здесь юна. Вот. Сегодня, вот встаньте, она выглядит, вот 2018 закройте, чтобы им было понятно. Вот. Вот нормальный мужчина, хоть один нормальный. Вот правильно. Он говорит правду. Правду нельзя скрыть. Извините меня, там 2008, здесь 2019. Сколько лет прошло? А? Да, сколько лет прошло? А сколько 11 лет появилось? 2, а 1 чуть постарше. То есть у нее же еще быть 11 лет 2 детей появилось. Поэтому давайте не будем врать. Она стала лучше. Но помимо этого, она также купила машины, она также путешествует по миру. Но если взять любого из них, у них у всех машины, квартиры, путешествия, деньги. Ну и меня тогда. Да? То есть еще раз посмотрим. Был, стал. Тоже стал лучше. Все. Вопрос, то, что наши знания эффективны, закрыт. Вопрос, вы хотите их взять? Да. И не важно, сколько вам лет. Потому что у меня есть студентка 102 года. И она не умничает. Понимаете, она пьет воду, пьет продукт, делает зарядку, ходит на тренинги. И она мне ни разу в жизни меня не перебила. Она ни разу не поумничала. И она говорит, я так благодарна, я стала себя чувствовать лучше, я стала жить при жизни. Классно? Классно, да. А есть у меня у студентов родители по 98 лет, по 92. И у них прошли многие трудности. Давление в норму пришло, сахар в норму пришел. И они смотрят, он закрыл свою крышку и сидит. Уходит, и он дома такой же ходит. А если человек пришел, вылил все ненужное, то сюда ему можно что? Доливать. Понимаете, разбавлять. Ну давайте вот так вот разберем пример. Вот приходит человек в этот зал. В нем же есть что-то хорошее? Природой так заложено, что-то должно быть. Но есть что-то и плохое. Давайте убираем плохое, да? Убираем плохое. Все, мы берем плохое туда, убрали. Пить плохое же нельзя, да? Все. Плохое убрали. Убрали дурь, лень, черствость. Убрали несмышленность. Добавили дальновидности, доброты, добавили любви, добавили ему знаний, как деньги зарабатывать, да? Добавили ему знания в области гимнастики, в области технологий, в области питания. И он стал что? Лучше. И самое интересное, он ушел отсюда и закрыл крышкой, чтобы говно к нему не попало. И потом опять в академию пришел в интернете. Каждый день в интернете встречи. Ему опять что? Да, ему дают что-то хорошее. Потом он опять пошел куда-то там, на работу, на обычную, раз закрыл, чтобы говна не добавили. Он начинает переживать за общество свое. Он начинает переживать, что есть. Понимаете, с кем он дружит. И в академию зашел опять что? Его жизнь начинает меняться в лучшую сторону. Вот эти все люди пришли в зал однажды так же, как и вы. Их жизнь
я думаю, 100% была хуже, чем у вас. У Николая было 3 миллиона долгов. Сколько у тебя было долгов? У меня были кредиты. Ну, это обычное дело, как у любого сейчас гражданина Российской Федерации, да, любой страны. То есть, ну, процентов там 50 иногда своей зарплаты приходилось отдавать за кредиты. Вот. У Аэлиты сколько был долг? Ну, то есть... Ну, мы брали кредит на оборудование клиники. У нас сеть клиник в Казахстане. Долг $1,5 миллиона. То есть большинство людей, кто пришел, они, понимаете, хуже были, чем, ну, в положении, чем вы. Вот, например, Николай ни разу в жизни не путешествовал, а Иван один раз на свадьбу съездил в кредит. В свадебное путешествие. А Аэлите закрыли выезд из страны, квартиру отобрали за долги. Вот почему у них получилось. Они были в худших условиях, чем вы. И они стали воспринимать информацию более, как сказать, ну вот, утонченно. Они начали спрашивать, а как? А что? А для чего? А зачем зарядку делать? А сколько раз? Ну, то есть, вот у меня есть люди, ученики, вот есть некоторые люди, скажем так, я вот не люблю людей обзывать. Но чтобы было понятно, вот есть, скажем так, ученики, которые не бум-бум. Везде есть. Они говорят, Андрей Артурович, а что вы едете в Якутию? Нахера вам это надо? Ну, а тут люди есть. А тут помогать надо. Понимаете или нет? Да. Не, я таким ничего не отвечаю. То есть они не спрашивают, а зачем вы едете? Может быть, вот можно же спросить, а зачем? Может быть, нам тоже, ну, то есть люди, понимаете, некоторые, а зачем? А они, что вы туда едете в эту Якутию? А что вы там в Инстаграме кучу этих подписчиков накручиваете? Да я ни одного подписчика в Инстаграме ни разу не накручивал. Ты спроси, дурак, во-первых, изначально, что я делаю. Понимаете или нет? То есть некоторые люди, вот они вот реально как бы тормоза. Сами себя что? То есть вот некоторые, а нахера вы эту зарядку делаете? Они спрашивают, а зачем вы делаете? А что это вам дает? Ну, а зачем вы там воду пьете, фрукты кушаете? Не спрашивают. Может быть, мне тоже надо? А зачем вы в интернете трудитесь? А зачем, например, вы же можете не работать в интернете, можете только в городах выступать. А есть наоборот. А нахера вам выступать в городах, сидите в интернете, вы и так богаты. Ну, то есть я-то могу вообще просто сидеть в одном месте на Мальдивах и вот проводить вот такие выступления. Все через интернет. Мне не надо приезжать в какой-то город, выслушивать мнение людей, которые на данный момент ничего не достигли. Мне не надо с ними соприкасаться, мне не надо с ними входить в диалог, мне не надо, понимаете, с ними что-то вообще выяснять. Я даю информацию в интернете, не понравилось, он ушел. Кому понравилось, тот что? Удобно. Это очень комфортно. Да потому что по-другому не поможешь большему количеству людей. И вот ученики, станьте вот сюда, чтобы вас в интернете видеть. Вот красавцы. Чуть поближе. А? Мы даже в лифт пятером ходим. Раньше Коляна приходилось выгонять, а сейчас мы заходим в лифт, так чик-чик-чик, все в одном. Ребята, ну реально это работает. Я не знаю, как вам это вот 100% каждому обосновать, потому что не все готовы. У каждого свое мышление. Но это работает. Люди, вот это 5-й десяток, это 39 лет. Да? То есть 4-й десяток. Все молодые, красивые. Ходили в робах. Он в каске ходил, она ходила в халате. Постоянно роды принимала, в крови была там и так далее. Да. Вот, только кровь была с точки зрения пользы. А она сидела, бухгалтером работала, грыжу себе наработала. Понимаете?
А Николай, у него колено было опухшее, и операцию нужно было делать. Слово можешь сказать, да? Ну скажи, вот подойди сюда. Друзья, вот Андрей Артурович много сейчас сказал вам. Я вот хотел, знаете, что добавить буквально на 1 минуту. Вот я когда-то пришел в такой же зал первый раз, где послушал, и мне много чего не понравилось. И знаете, что я понял? Потому что раньше я себя считал очень умным человеком, служил в армии, там, на руководящих там должностях, потом также работал торговым представителем, региональным торговым представителем. Были люди в подчинении, вроде как бы зарабатывал, вот, прямо думал, кто умнее еще может быть. Вот. А когда пришел на такую встречу, первый раз так же, как вы, я понял, что я дурак. Понимаете? Вот я понял, что я дурак, а почему? Потому что мне было 32 года, я молодой, я в зал приполз, потому что у меня были проблемы с коленным суставом, я пришел с тростью, понимаете, в 32 года, хотя я занимался спортом и так далее, бегал, прыгал, вот. Проблемы со здоровьем. Кредитов было, вы не поверите, сколько. Мне иногда даже тех денег в месяц, которых я зарабатывал, мне не хватало, чтобы сделать платежи месячные мои. Представьте, от какого бедного мышления. По здоровью, в финансовом плане. Я не имел хорошей машины, я не имел поездку за границей хотя бы 1 раз в год с семьей. У меня даже не было загранпаспорта, понимаете. Вот тут я понял, что я дурак. И тут я наивность свою выключил, понимаете. И начал обучаться, я посмотрел на людей, которые живут другой жизнью. Все, я понял, что именно то, что я делал вчера, я с сегодняшнего дня начинаю менять и делаю абсолютно другие вещи, чтобы моя жизнь изменилась. И все, я стал ходить в академию, стал обучаться, и жизнь стала меняться. И я вот вам рекомендую также сейчас просто вот этот вот сосуд свой опустошить, начать слушать, и чтобы ваша жизнь начала меняться. Так же, как и у нас. А мы простые люди. Вот я родом в сельской местности. Я до 18 лет даже со своей деревни никуда не уезжал, потому что у родителей не было возможности. Родители были фермерами. Я 18 лет слез с коня и сказал родителям, что я, короче, так жить не хочу. В армию, когда пошел, сказал, чтобы меня подальше увезли. И родителям говорю, вы чтобы ко мне не приезжали, мне надо куда-то подальше, короче, все. И попросился меня, короче, с Москвы, с деревни, с Читинской области увезли в Москву. Я так радовался, думаю, как далеко ко мне никто не приедет, короче. А мои знакомые говорили, вот дурак, короче, как это так, родители, чтобы не приехали. Вот. А в Москву, когда приехал служить, мне, знаете, там, что говорили, я даже первый раз подрался. А что, говорит, ты, говорит, откуда приехал? Это, говорит, оттуда, там, где, говорит, люди на оленях по улице ездят. Это там, где, говорит, по улицам медведи бегают, короче. Ну и тут я, короче, в лоб дал. Вот. А на самом деле, понимаете, такие люди, они даже больше преуспевают. И вы не думаете, что здесь кто-то вышел прямо там, чем-то там от вас отличается. Это простые люди, просто они когда-то поняли, что они дураки и живут неправильно. И я не боюсь этого сказать. Вот вы фотографию мы смотрели, но поросенок реальный. 113 килограмм лишнего веса. Я вот сейчас сам себя вспоминаю, думаю, ну как так можно было вообще себя запустить? И вот я благодарю Академию, благодарю наставника Андрея Артуровича, что сегодня так можно качественно изменить свою жизнь и помогать людям. Помогать людям это как? Это масштабно. Чтобы ты мог помочь сотням, тысячам, чтобы эти люди избавлялись от кредитов, увольнялись на любимые работы и помогали также другим. Это покупали квартиры, понимаете? И такие люди есть, вот это я понимаю масштабность. А то, что, понятно, можно там где-то воды принести, где-то дров занести, это помощь, но это не масштабность. Благодарю. Вот Николай сказал что-то же свое. Вот. Иван, раз тогда раз пошла такая пьянка, видишь, последний огурец. А у нас раз пошла такая движуха, то давай отдавать тепло. Всем привет! Хотел тоже рассказать это свою историю. Вот как обычно у нас в жизни происходит, все мы идем в садик, после садика идем в школу. Вот также я окончил школу, пришла пора пойти в институте отучился, пошел работать на завод.
Завод у нас был в городе градообразующий, и считалось, что у нас в городе на этом заводе одни из самых высоких зарплат. Начал работать на этом заводе, проработал несколько лет, посмотрел, как живут люди, которые там работают всю жизнь, как они потом заканчивают свой жизненный путь, ну, не в плане жизни, а в плане работы, что у них остается. И в итоге люди, когда выходят на пенсию, у них там хорошо, если какая-то машина поддержанная, там 10-15 лет, если что-то купить себе могут, но, как правило, они уже себе даже одежду купить не могут. И я стал встречаться со своей будущей супругой, мы поженились, то есть свадьбу в кредит сыграли, путешествия, как уже сказали, в кредит. И в итоге вся жизнь начинается с того, что что-то вам надо, если какую-то крупную покупку, телефон, диван, на это надо взять кредит, потому что зарплаты не хватает, чтобы купить что-то себе за эти деньги, которые зарабатываешь. Мне на самом деле такая жизнь начала не устраивать. Я стал искать возможности, как можно дополнительно в свободное от работы время начать зарабатывать. Изучил много курсов различных в интернете, всяких там инфобизнесменов посмотрел. Ну, ребята хорошо, скажем так, умеют собирать деньги за свои курсы, а курсы по большому счету вот ноль дают какой-то практики и того, что можно применить. И в один прекрасный момент я попал вот на такую же презентацию, которая была, вот вы сейчас на живой презентации, я вот был в интернете. Зашел в интернет, посмотрел, сразу скажу в первый раз, что вообще не понравилось. Подумал, что опять пытаются что-то впарить, навязать, но было большое желание в своей жизни что-то изменить, и поэтому пришел второй раз, пришел третий раз в академию и стал разбираться в той информации, которую там дают. И постепенно, выполняя вот эти рекомендации, моя жизнь круто изменилась. Я на сегодняшний момент уволился с работы, несколько раз в год езжу путешествовать с семьей, например, на Мальдивы, там, Таиланд, еще какие-то разные направления, Бали, Индонезия. Купил 2 новых автомобиля в семью, не было собственной квартиры, купил собственную квартиру. И это все реально. Мне в самом начале, на самом деле, я думал, если я буду зарабатывать там дополнительные 5-10 тысяч, то мне вот как хватит этих денег. И просто вот это все переросло в такой масштабный глобальный бизнес. И ездя по разным городам, в разные страны, я вижу разных людей, эти люди разного возраста, разных профессий. И вот те из них, кто хочет что-то поменять в своей жизни, кто действует по намеченному плану, ходит в академию на все тренинги и презентации, я вижу, что у тех людей также жизнь меняется, и что они реализуют свои цели, мечты, то, что они мечтали о чем-то. Кто-то покупает машины, кто-то покупает квартиры, кто-то гасит кредиты. То есть у людей разные желания, и эти желания у них исполняются. И я благодарен своему наставнику Андрею Артуровичу Шаура, благодарен академии, что я когда-то в нее попал, что я начал заниматься вот этим направлением, помогать людям, потому что на самом деле это очень такой простой бизнес. Наш бизнес — это просто делиться информацией. Каждый из нас может открыть рот и рассказать что-то другому человеку. То есть вот здесь примерно то же самое. То есть это вы можете сделать со своими знакомыми, друзьями, родственниками. Но если вы хотите это делать глобально, используя, например, тот же интернет, то Академия вас этому научит. Главное, чтобы у вас было желание. Видите, как люди изменили свои отношения, насколько они простые, да? Как они просто говорят. А Иван заработал, вот у нас была акция в ноябре. Сколько ты заработал? Более 10 миллионов рублей. То есть, понимаете, мы очень простые люди. Но мы в ноябре заработали кто-то 5, кто-то 7, кто-то 10, кто-то 15 миллионов. Попробуйте в Якутии, поговорите с человеком, который там какой-то крутой бизнесмен. Вы даже к нему не подойдете. Он вас не подпустит. Конечно. Вопрос можно будет после того, когда это у нас. Вопрос-то к Ивану или к кому? Нет, а почему вы всегда на ноябрь ссылаетесь?
Нет, я же вам говорю про ноябрь, акция, что была. У нас акция была в ноябре. Да, я же говорю, когда была акция в ноябре. То есть у нас раз в год бывает акция, вот в ноябре. Вот. В прошлом году Иван за акцию... Вот ноябрь, который был год назад, сколько ты заработал в ноябре? Несколько миллионов рублей. То есть, если год назад он заработал несколько миллионов рублей в ноябре, то в этот ноябрь, который был, он заработал более 10 миллионов рублей. Потому что обучение проходит, знания становятся более профессиональны, с людьми общаются более лучше, людям помогают более лучше в этом плане. Вот сейчас, кстати, у нас новый продукт детский в марте выйдет. И, возможно, будет акция. И вы можете, вот кто пришел сюда, тоже заработать 100 тысяч, 500 тысяч, в зависимости от вашего что? Желания. Но видите, если не открыт человек, он не заработает. Нужно быть открытым. Понимаете, нужно убрать черствость, нужно быть на другом уровне. Просто другой заработает в Якутии, но не ты. Потому что в Якутии можно зарабатывать и нужно зарабатывать. Ну вот Айгуль пусть расскажет коротко, тогда что-то свое он даст. Раз они решили что-то поделиться, будем слушать. Снова здравствуйте. Ну, я по специальности бухгалтер, 15 лет я работала главным бухгалтером. Потом меня сестра пригласила в сетевой маркетинг, я работала на земле 7 лет. И 2 года тому назад меня Элита отправила ссылку, я попала в Академию успеха вместе. Меня что заинтересовало? Меня заинтересовало, что одновременно со мной, не я одна слушала информацию, одновременно со мной люди с разных городов и стран слушали эту информацию. Я начала разбираться, потому что для меня это было новое, через интернет зайти по ссылке, послушать информацию. Тем более там тебе еще говорили рекомендации, что делать. Я начала в этом разбираться. Я не знаю, либо у меня интуиция подсказала, потому что мы когда начинали, у нас не было ни продукта, мы даже не знали, заработаем мы, не заработаем. Но в январе месяце я сразу же открыла офис. Первое, что я сделала, я поняла, что вот как раз я попала на лекцию Надежды Ивановны Андреева, и она рассказывала про продукт. И я поняла такая, я понимаю, что ничего на месте не стоит, что постоянно что-то меняется. Начала изучать продукт, я говорю, о, классный продукт, он нужен всем. Ну, как бы так вот анализ сделала. Причем он нужен женщинам, мужчинам, детям. И уже аудитория, кому нужно предлагать этот продукт, увеличилась. Я, видите, со стороны бухгалтерии начала смотреть, как бухгалтер, да? Потом начала изучать маркетинг. В маркетинге, когда я увидела, что за товарооборот $1800 компания платит $500, я вначале не поверила, честно скажу. Я не поверила, но я начала проверять. Я пригласила людей, я пригласила в первую линию 10 человек, из них 4 сделали по 4, пригласили по 4, и когда я получила $500 на свой кошелек, я их обналичила, я начала всем кричать, вы представляете, какой проект? Ну, такого дохода не было нигде. В первый месяц я заработала $1100, и с тех пор мой чек вообще не падал. То есть я поняла, что здесь, я еще помню, мы с Элитой презентацию проводим по городам. Я говорю, вам не нужно думать маркетинг, вы понимаете, что здесь очень много денег. Начнете помогать людям, на самом деле компания вам платит, честно платит за ваш труд. Я вот это вот поняла, и на самом деле я очень благодарна Андрею Артуровичу, потому что я не была послушной ученицей. Я, знаете, говорила, что вот я знаю, я вот это знаю. Я потому что пришла с сетевого, я говорила, я вот это знаю, я вот это знаю. Он открывает мою фотографию, Андрей Артурович, покажите мою фотографию. И он смотрит на меня, и он говорит, у тебя грыжа позвоночника, у тебя лишний вес, у тебя в кармане дырка. И нафига ты это все знаешь? Понимаете? И я сказала, у меня тоже,
как гром среди ясного неба, я говорю, все, Андрей Артурович, я поняла, я буду лучшей ученицей. Понимаете? Потому что не надо знать, если у вас нету таких результатов, а нужно просто услышать и слышать. Вот самое, что нужно научиться. Я научилась слышать, я научилась слушать, я начала пить воду, я раньше не пила столько воды, я начала делать зарядку, у меня сейчас нету грыжи позвоночника. И мой доход сейчас составил во время акции $50 000. Вы понимаете? Я поняла, что если я бы делала бы те действия, у меня результат 0. Я начала делать другие действия, и у меня какой результат получился? Совсем другой. Значит, как вы думаете, я должна слушаться наставника? Да? Потому что у меня результат совсем другой. И я очень благодарна наставнику за его терпение, за его труд, потому что на самом деле ученики, которые начинают слышать и слушать, у них совсем по-другому жизнь меняется, понимаете? Потому что наставник нам показывает на практике, как снимать, где делать, что делать, по интернету, по инстаграму. Мы все делаем, что он говорит. И я вижу, что с каждым днем моя жизнь меняется. То есть не надо ничего придумывать, не надо на наши старые грабли наступать, потому что пока я там свои презентации вела, на земле что-то там сама придумывала, у меня чек не рос. Как только я начала выполнять рекомендации, у меня начал чек по-другому расти. Понимаете? Поэтому, Андрей Артурович, вам большое-большое благодарность. Мы вас ценим, мы вас любим, вы у нас самый лучший наставник. Благодарю. Вопрос в интернете задают. А если человек не хочет заниматься бизнесом, а просто пришел на продукт, за это тоже платят? Магазин платит за каждую покупку вашего потребителя в любой глубине. То есть у магазина 9 видов дохода, и магазин платит не за то, что люди бизнесом занимаются, а за то, что люди потребляют продукт. И, естественно, не всем нужен бизнес. Многим нужен продукт. Потому что продукт имеет очень важное обоснование для жизни человека, для здоровья человека. И я могу честно сказать, вот этот продукт я буду потреблять, даже если буду заниматься другим бизнесом. Почему? Потому что для меня ценность этого продукта выше, чем бизнес. Я же сюда не бизнес пришел строить, я в первую очередь пришел помогать людям. Но деньги, естественно, если здесь есть, почему бы их не брать? Ну, это нормально. Но продукт для меня это выше, чем бизнес. Вот многие люди как? Если бизнес у них не идет, они продукт не берут. Это очень большая ошибка. А почему бизнес не идет? Потому что он сам не готов, чтобы у него бизнес шел. В этом плане. И, конечно, очень важно потреблять продукт на постоянной основе. Ну вот, элиту мы оставим, а давайте встретим действительно с аплодисментами. Знаете, как я встречаю? Вот я хлопаю сильнее всех вместе взятых. Почему? Потому что мне наставник сказал, закон есть во Вселенной. Вот есть такой закон. Первое. Если ты накормишь людей едой, то ты никогда не будешь бедным. Если ты научишься быть благодарным, ты никогда не будешь бедным. Если ты научишься радоваться и, скажем так, за других людей, отдавать им частичку себя, ты никогда не будешь бедным. И поэтому я всегда вот на всех мероприятиях, вот я прихожу, выступает Алла Пугачева или Григорий Лепс. И есть люди неблагодарные, по сути, они вот Киркоров поет или Алла Пугачева поет, или Лепс поет, а они вроде как, ну для меня, вот честно, да, Безруков нелюбимый. Ну как, но я когда прихожу на концерт Безрукова, я сижу от начала до конца, я не лазю в телефонах, я его не перебиваю, хотя он мне вообще не любимый. И вообще не вставляю. А есть почитатели Безрукова. Но самое интересное, когда остается 20 минут до выступления, они уже бегут за вещами в гардероб. Это неблагодарность. То есть это же их кумир. Я сижу, наоборот, смотрю, как человек себя ведет, как выступает, наслаждаюсь этим. Вот в Москве приезжал Тони Роббинс, миллиардер, и проводил тренинг.
И там были люди благодарные и неблагодарные. И Тони Робинсон в конце самую главную практику проводил. Как правильно мыслить и как связаться со Вселенной, и как правильно достичь больших высот. И там был один неблагодарный руководитель, когда Тони Робинсон молился, в каком плане? Вот он учил людей, практики, а должна быть фотосессия была с ними быть. И один руководитель вот так встал и показывает тому, идите сюда очередь занимать. И пока идет самое главное, он им, вообще руководитель говнюк, потому что он первый показывает неправильный пример кому? Своим ученикам. И они побежали в очередь стали. Заняли первые. Извините меня, самый главный ключевой момент. И поэтому, понимаете, вот когда говорят, там, встречаем, там, или там вот человек выступает, нужно же отдать что-то от себя. Вот. И тогда в вашей жизни будет успех. Еще два закона мне рассказал про аплодисменты наставник. То есть вот когда ты отдаешь, хорошо, да, вот видите, я хлопаю сильнее, чем вы. Заметили? Вас не слышно, а меня слышно. Хочу, я знаю, надо больше, тогда больше придет. Тишина. Следующий нюанс. В этом зале есть люди по судьбе, которым ничего в жизни не дано. Вот тракторист, фермер, монтер, домохозяйка. И понимаете, когда они попадают в такое общество, и когда они на сцене или в зале, то есть, когда они попадают в этот энергетический поток, и люди в зале начинают вот искренне вот так вот аплодировать, что происходит? Карма этого человека может измениться, и он случайным образом из тракториста может превратиться в успешного человека по жизни. Представляете? И поэтому я, когда наставник мне это рассказал, я всегда танцую, хлопаю, там, аплодирую, кормлю людей. Почему? Это все работает. И я всегда в зале сижу, как вам объяснить, с воодушевлением, с энергией. Ну, я хочу еще что-то, потому что мне это интересно. И я вот на все выступления прихожу, у меня ручка, ежедневник, ухожу всегда последний, прихожу всегда первый, вот когда какой-то лидер известный выступает. И мне это нравится, я смотрю, как они ведут себя на сцене. И Безруков, и Лепс, и Брайан Трейси совершенно разные люди. Потому что они чего-то достигли. Раз он стоит на этой сцене, значит он что? Что-то может. Что-то может. И поэтому давайте сейчас встретим Ивана, Николая и Айгуль по-крутому. Давайте. Опа! Вот, все. Что произошло у вас? Вы отдали частичку любви, добра людям, а к вам вернулось в 10 раз больше. К вам-то в 10 раз больше вернулось. И все вот это вот нужно понимать. А элита? Она также сейчас вам даст какой-то совет, как они рассказали, расскажет свою историю, и плюс расскажет вам вообще, сколько стоит знания. Вот она сегодня должна была быть профессором. 2 года назад я ее уволил ментально. Это как? Я сказал, если ты будешь профессором, через 2 года ты не будешь счастливой. Потому что ты не будешь получать материальные вот разные блага в том размере, сколько тебе надо. То есть ты будешь работать на оклад, если будешь у кого-то. И профессор сколько получает через 20 лет обучения, ну даже больше, школа 10 лет, институт, практика там, и сейчас и 39 лет. Ну то есть получается 34 года где-то уходит на врача, на профессора. То есть если мы берем с садика, да? Не с садика, а со школы. Это 30 с лишним лет. Во сколько школ идет человек? 6, 7? 7. Ей 39, да, сейчас? Вот 32-33 года уходит, чтобы профессора достичь по минимуму. А по максимуму это что? Может быть и больше. Вот сколько бы профессор получал у вас в Казахстане в тенге? 100 тысяч тенге, 20 тысяч рублей. Это вот на обычной работе без блата 20 тысяч рублей. Я ей 2 года назад сказал, если ты пойдешь так, ты ничего не достигнешь. А она тогда, 2 года назад уже, выезд за границу закрыт, квартиру приставы что? Отбирают, кредиты гасить не может,
и вот эти вот трудности. И вот расскажите, пожалуйста, первое, вот что вы здесь в Академии взяли, сколько стоит на самом деле знания, чтобы люди знали, сколько люди платят, что есть у нас в Академии, в отличие от самых известных в мире хирургов, профессоров и каких-то бизнес-тренеров. Даже духовный деятель приезжает в город, он собирает деньги. Вы знаете об этом? А? Духовный деятель даже собирает деньги в зале. Да? То есть и люди ходят, и не духовные деятели, и духовные деятели. К вам хоть раз приезжал, например, Кашпировский? Нет, да? Ну, например, приезжает, там стоит билет, цена. То есть он, скажем, не бизнес-тренер, он там в силу там каких-то своих практик. Какие-то тренера к вам приезжали? То есть деньги это стоит? Гандапас, там еще кто-то, да? Стоит. Мастер-класс. Да, мастер-класс стоит деньги. Инфобизнесмены стоят деньги. Потом, например, возьмем тренинги по ведам. Приезжал к вам кто-нибудь? Кто? Ну, фамилии знаете, кто к вам приезжал? Мне просто интересно. Ну, Хакамада, она как по ведам-то не сильна, Хакамада. Тарсунов, вот. Приезжал, стоило это деньги? Вот. Вот, то есть он духовный человек, он рассказывает о духовности, где нужно помогать людям, а деньги собирал? Вот Аэлита сейчас вам расскажет. Ну и потом в заключении расскажете про цели. Значит, ЛЛА – это 12 часов бодрости с утра, это энергия, это здоровье, это вкусный завтрак или обед, овощи, фрукты, грибы, стоит 100 рублей всего. Экономит деньги на продуктах питания, БАДах, витаминах, лекарствах, омолаживает. Как омолаживает? Видели. Вот. Ну а потом расскажете про цели. Вот, пожалуйста. Так, поближе. Погромче. Я всех приветствую. Вы знаете, я не везде рассказывала, как меня пригласили в этот проект. Меня пригласила моя тетя, она вообще из сетевой индустрии более 20 лет. И когда она звонит ко мне, я не всегда поднимаю трубку, потому что я понимала, что она от меня что-то хочет. И вы представляете, она мне 12 раз звонила, я на 13 раз решила все-таки поднять трубку. Я к тому, что звоните и звоните. Я взяла трубку, она говорит: Аэлита, у меня для тебя такая важная новость. Я такая: ну когда-то я это уже слышала. Так, что дальше? Она говорит: сейчас будет прямой эфир, я хочу тебя познакомить с человеком. То есть она у меня уже начала по-другому. Я говорю: так, понятно. А что за, говорю, человек? Она говорит: ты не представляешь. Но, говорит, у меня сейчас времени нет. Я тебе сейчас ссылку скину. Ничего, что она мне 12 раз звонила, вдруг у меня нет времени. И она мне говорит: ты, говорит, зайди сейчас в эфир. Это, говорит, такой человек, он занимает 6-е место в мире среди интернет-предпринимателей. Это мне говорила тетя, которая является президентом компании Хуаши у нас в Средней Азии. Я еще подумала: так, если она так говорит про этого человека, наверное, там на самом деле, я представила такого человека известного, да, то есть она мне сказала, что он очень интересный, это бизнесмен, он профессионал своего дела. И вот с этого момента я поподробнее, да, то есть я захожу уже в прямой эфир, и я там познакомилась как раз с Андреем Артуровичем. И там как раз говорили про вот этот продукт LF-Bait. И я как врач обратила внимание и на Андрея Артуровича, потому что мне моя тетя рассказала уже, и на продукт правильного питания. Конечно, 80% меня занял продукт, мое внимание. И когда я уже начала, после эфира я отошла, я сначала не поверила. Наверное, здесь есть люди, которые в это не верили. И в продукт не верили, и в человека, который там в экране что-то говорит. И я начала искать информацию про Андрея Артуровича. И я много чего узнала. Во-первых, я узнала, что он является профессионалом России. В 2015 году он был награжден медалью. В России такие медали просто так не раздают. Я посмотрела, что он молодой,
Но я в медицине тоже являюсь как бы молодой, ну вот для своих лет, даже для профессора я считалась самой молодой в Казахстане. Мне так и говорили: Аэлита, вы будете самым молодым профессором. Но у меня знания были от моего наставника в медицине. Ему 70 лет, профессор Мустафаев, это мой отец. И все, что я знала, это благодаря ему. То есть мой возраст физиологичный был 30, 35-36, а знания у меня были на 70 лет. И я учила врачей, которые старше меня были на 15-20 лет. И я понимала, что мудрый тот, кто много знает, кто имеет опыт. То есть, если я бы ходила, например, на завод, буквально все 70 лет, условно, то я бы не была бы умной. Я к тому, что я понимала, что можно учиться у молодых, и молодые могут быть еще умнее, чем старые люди в возрасте физиологично. И я это поняла, потому что я увидела профессионала на самом деле своего дела, и я очень ценю профессионализм. Вы не представляете, что такое профессионализм в медицине и вообще везде. Мне, чтобы учиться у профессионала в медицине, у меня есть профессор Гурган, я в свое время хотела переквалифицироваться и стать врачом-репродуктологом. Вы знаете, это дети в пробирке. Слышали об этом, да? Я познакомилась с этим профессором, он является основоположником вообще во всем мире, один из лучших профессоров, и клиника его находится в Турции, в городе Анкара. И я, чтобы мне с ним вообще познакомиться, мне нужно было поехать в город Астана, это другая столица, да? Это мне нужно было самолет купить, потом мне нужно было попасть на платную конференцию, потом мне нужно было с ним как-то познакомиться, потом мне нужно было поехать к ним, ну, познакомившись с ним уже, мне нужно было заплатить деньги за переводчика французского языка, турецкого языка, потому что основоположниками репродуктологии являются еще и французы. И я понимала, что я что-то хочу начать большое. Я заплатила за переводчиков, за французского, за турецкого. Мне нужно было поехать в Анкару, заплатить за самый дорогой отель в Анкаре, ну и так далее. В общем, это очень было затратно, такая мой путь, чтобы познакомиться вообще с самим механизмом в клинике. И я помню, что, ну вот профессор, он еще такой был, как вам сказать, он не все рассказывал. Все это было коротко, и это было все в основном на бумаге, то есть тебе дают всю информацию, типа ты сама изучаешь, но я тебе покажу, где это брать, да, условно. То есть, ну это было очень много денег. А когда я увидела академию, и когда я увидела Андрея Артуровича, который дает знания, которые, в принципе, стоят денег. Он дает знания нам про мышление, да? Он пытается изменить наше мышление. И он это делает бесплатно. И вход у вас здесь тоже бесплатный. И все, что он нам дал, мы ему денег не платили, наша жизнь изменилась бесплатно. Понимаете, да? Я всегда говорю: Андрей Артурович, нужно об этом говорить, потому что люди не понимают, что они получают ценную информацию. Сегодняшняя информация может изменить жизнь любого, кто захочет измениться. И именно моя жизнь началась с того, что я приняла решение, что я хочу изменить свою жизнь. Я хочу закрыть этот кредит, который давит на всю мою семью. По поводу кредита, он очень большой кредит. Я этих денег в руках никогда не держала. И этот кредит взял мой когда-то отец, ему не давали денег по возрасту в кредите, а я молодая по возрасту, мне дали. Мне было тогда 18 лет, я просто расписалась. Но когда я выросла, я понимала, что я должна платить в месяц $300 000 в месяц. Вот такой у меня был кредит. Я понимала физически, что я врач, что у меня оклад, ну, вы слышали, да, какой? 20 000 рублей, и что я реально не смогу, даже если я профессионал в медицине, я не смогу закрыть этот кредит. И когда я увидела Андрея Артуровича в экране, и он говорил как раз про это, вот про мою вот эту боль,
И я понимала, что я встретила именно того человека, у которого я хочу учиться, и он мне говорил в экране: а Элита, ты сможешь. Но он не мне говорил лично, он говорил всем: вы сможете закрыть кредит. Я это помню. И я с этого момента приняла решение, что мне нужно у этого человека учиться. Мне, значит, нужно с ним общаться. Мне нужно делать все, что он говорит, потому что все, что говорил мой когда-то отец, я стала профессионалом. Но теперь было очень интересно, мне многие говорят, что вот ты врач, тебе поэтому здесь легко, а у вас здесь тоже есть врачи, но не всем легко строить здесь бизнес. На самом деле мне было очень сложно, потому что у меня отец готовил меня всю жизнь быть профессором, да, и я тут говорю своему отцу и вообще всей клинике, и вообще всем своим однокурсникам, я им говорю: ребята, я ухожу с медицины, я ухожу заниматься Академией «Успех вместе», компанией BEPIC, они все на меня смотрели как на ненормальную. И на самом деле я на них смотрела, я сейчас на них смотрю до сих пор, что сейчас кто нормально, а кто ненормальный — вопрос, потому что они также сидят на своих зарплатах, и никуда не могут выехать, не бывают своими детьми, с родственниками, с семьей. В целом они вообще никак не меняют свою жизнь. И это все, конечно, потому что система здравоохранения, она немного обнуляется сегодня, и для врачей это не секрет. Я не хочу говорить плохо про систему здравоохранения, она просто реально меняется. И я не хочу быть там, где она сейчас меняется, я хочу быть в тренде. И сегодня именно интернет, Академия «Успех вместе» — это автоматизированная система. Сегодня это просто тренд. То есть вы сегодня будете в самой актуальной теме. И, возможно, в этой теме вы будете... Сегодня вам будет сложно в ней разобраться, но поверьте, через год, через два вам не будет просто цены. Вы тоже будете обучать людей чему-то новому. Всегда что-то новое воспринимается нелегко людьми. И я хочу сказать, что я очень благодарна Вселенной сначала, я очень благодарна Андрею Артуровичу за его знания, которые он дает. Просто я с каждым утром думаю, я даже не знала, что такое может быть со мной. Я хочу к чему сказать. Вот сегодня Андрей Артурович приехал с одной информацией для вас. Но некоторые в зале еще к этой информации не готовы. Как можно дать 11 класс, когда ты еще в 1 класс не зашел? И поэтому он сегодня больше говорит про мышление. Потому что мышление, оно как раз и дает нам, открывает нам куда-то вход, да, вот в новое. И я хочу сказать, вот кто у кого есть какие-то страхи, что у него что-то не получится, да, тут невозможно вообще не получиться. И у вас другого-то выбора нет, вам в смысле, в целом-то нам действовать терять нечего. Мне вот здесь партнер подошел, говорит: я хочу поменять работу, там туда уйти, сюда уйти. Я так примерно прикинула его зарплату там. Ну так как бы нечего терять. Здесь вы больше приобретете знания, здоровье, денег. И я хочу сказать, что чтобы вы ценили это. И когда он меня спрашивает, какой у тебя секрет, Элита, почему ты зарабатываешь $50 000 в месяц, я говорю всегда: я просто нахожусь в академии, я ее не пропускаю. Я ее не пропускаю. Для меня это как молитва. То есть я не просто там сижу, вот просто включила, а я нахожусь прям там, и я прям слушаю, что говорит мой наставник. Я каждое его слово слышу. И я не слышу просто, а я прям сегодня начинаю действовать. То есть он сказал вот так делать приглашение, значит, я так делаю. Он сказал снять видео, я делаю видео. Он сказал то-то, 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 да, то есть я стараюсь это сразу воплощать. И я не сижу, не умничаю, вот, а надо было вот так сделать, а вот надо было вот так, а может надо мне похудеть, или мне может потолстеть, подождать там эффект продукта. То есть я этого не делаю, поэтому просто вам нужно здесь довериться, потому что вы учитесь у самого лучшего в своем деле. Это очень важно. Если вы получаете рекомендации у профессионала, значит, вы скоро станете профессионалом. Если вы получаете рекомендации у повара, то вы будете хорошо готовить борщ. Мне вчера мой партнер, новичок,
Очень интересно. Она мне говорит, есть такое сейчас приложение, это она меня учит. Она вообще по специальности визажист. И она мне говорит, вот сейчас появилось одно приложение, вы там на Инстаграме подключите, и у вас там типа подписчики. То есть она меня учит. Я понимаю так, я на нее смотрю, она визажист. Ее зарплата такая-то. Она в интернете не разбирается. Значит, я должна ее слушать или нет? Так, другой партнер, представляете, мне предлагает это же приложение. Партнер, который не зарабатывает даже $1000. Этот партнер мне пишет, а Элита, сейчас появилось одно приложение, у тебя Инстаграм там типа крутой будет. Ну вот, второй, третий пишет. Я так смотрю, так, у него чек такой-то, он ничего не зарабатывает, и у него Инстаграм плохой. Значит, я его что, слушаю или нет? Нет. Тут мне Андрей Артурович говорит, у Андрея Артуровича, ну, скажем так, он может вообще сюда не приезжать. Его доходы – это несколько квартир в городе Москва, только в неделю. И когда мне говорит Андрей Артурович, а Элита, появилась такая тема, и вот такая вот тема, и вот здесь вот нужно вот так вот делать, я его внимательно слушаю, потому что все, что он говорит, сегодня я имею. И вот я обращаюсь к своим партнерам, которые сегодня находятся, наверное, в эфире, меня слышат, и вы немножко определяетесь, кого слушать. Вам не нужно слушать соседку, там, которая тебе говорит, вот так делай, вот так. Вы посмотрите, как она живет, почему ты должен ее слушать. То есть это очень четко нужно принимать. И вот у вас, наверное, есть мужья. Вот у меня дома отец. Он профессор, он классный профессионал в медицине. И он мне первое время тоже давал разные рекомендации. Типа, Элита, нужно вот так сделать, нужно вот так, нужно вот так. Я такая, так, папа, ты профессионал в медицине. Я тебя очень уважаю, я очень тебя люблю. Но сегодня я нахожусь не в медицине. Я нахожусь в интернет-проекте, а значит, я слушаю Андрея Артуровича. Ты на меня не обижайся, но мой наставник сейчас Андрей Артурович Шауров. То есть дома были вот такие разговоры. И я вам очень рекомендую дома вот именно... Это очень важно определяться, кого ты сегодня слушаешь. Очень важно. И у вас сейчас есть структура топ-лидеры. Это Николай Турушев, Иван Вовка, Айгуль Газезова, Жалгарма. Вот. Есть люди, которые уже достигли своих каких-то результатов. Вот их бы я их тоже слушала. Но и всегда, и рекомендация это вот не пропускать обучение Андрея Артуровича. Вообще не пропускать. И почаще задавать вопросы. К примеру, вот у тебя появилось приложение новое. Тебе визажист рекомендует или партнер, а ты возьми у своего наставника, спроси у Андрея Артуровича, Андрей Артурович, а что же приложение, а могу ли я им пользоваться? И тогда вам Андрей Артурович скажет, можно им пользоваться или нельзя, а потом, если он скажет, да, тогда вы можете. Потому что, поверьте, люди, которые вам что-то будут рекомендовать, они не заинтересованы в вашем бизнесе. Они не заинтересованы в вашем росте, они в чем-то другом заинтересованы, но точно, чтобы вы не выросли. И очень важно, конечно, вот это вот соблюдать. Наставник – это очень круто, потому что наставник – это вы не будете… Вот представляете, Андрей Артурович получает очень много знаний от Тони Робинсона, от Алан Пиза, от Брайана Трейси. Он делал какие-то ошибки, у него были разные там в жизни ситуации. А он это уже все знает, и вам не нужно делать его же ошибки, вам не нужно учиться у Тони Робинсона, у Алана Пиза. Он дает это вам еще в подарок. Он дает вам это, а вы просто должны брать это как губку, впитывать. Когда вы поймете это, у вас будет очень большой рост. И я это поняла, что со мной ходит Тони Робинсон, со мной ходит рядом Брайан Трейси, со мной рядом каждый день Алан Пиз, понимаете? Боди Шефер рядом со мной каждый день. Мне зачем у них даже учиться? Потому что когда мы с Айгуль прошли у Тони Робинсона обучение, мы поняли, что Андрей Артурович это Тони Робинсон. Нам больше не нужно ему платить деньги. То есть я к тому, что вот есть такой человек, который получил знания за много лет, и он с нами делится. Вот это очень важно. И мы для этого сюда приехали, чтобы вы это услышали. Я надеюсь, вы это услышали. Если говорить по продукту,
Я очень хочу, чтобы вы понимали ценность акселерейта. Почему мы акселерейт, я вот раскрываем именно у вас в Якутии? Потому что у вас есть в природе здесь есть ночи, да, белые ночи. Это говорит о чем? О том, что у вас люди очень поздно ложатся спать. У вас дети во дворе играют 2 часа ночи. Это, конечно, очень прекрасно, все красиво так. Мы в прошлый раз, когда приезжали, были белые ночи, дети в 2 часа ночи на велосипеде катались. Я вообще удивлена была. И настолько все безопасно, такие добрые были люди. Но я не увидела ни одного, ну вот постарше человека, который сидел во дворе. В основном были это дети. И я поняла, что акселерейт здесь как раз-таки сыграет очень большую роль. Потому что в акселерейте есть в составе мелатонин. В составе есть мелатонин, который в норме физиологично вырабатывается у каждого человека, если он спит с 11 часов. И если он соблюдает правила, когда он спит, должно быть очень темно. У вас такого не бывает, то есть у вас светло, да, ночью. И я понимаю, что мелатонин не вырабатывается как положено. И именно благодаря акселерейту у вас будет здесь просто, у вас будут очень колоссальные результаты. Почему я об этом говорю? Ко мне вчера подошла одна женщина и мне попросила, говорит: Аэлита, расскажите мне про акселерейт побольше. Его можно принимать или нельзя? Я говорю: хорошо. И поэтому сегодня я хочу... То есть это просят в каждом городе. Акселерейт вообще с английского переводится как быстрое очищение. Acceleration. Быстрое очищение. У нас организм должен вообще очищаться. И многие, ну, скажем так, не многие знают, как это делать. И немногие это делают. А с продуктом Accelerate у вас есть возможность очищаться каждый день. Объясню почему. Простым языком, если объяснять, если машина, у нее фильтры засоряются, она что делает? Она просто, говорят, чихает, а потом она, говорят, не едет, так? И можно поменять фильтр у машины, и машина что начинает? Она может ехать. Так у нас в организме, в нашем организме, в теле, я стараюсь говорить простым языком, чтобы вы понимали, есть у нас фильтры, то есть печень – это фильтр, у нас легкие – это фильтр, почки – это фильтр, кожа – это фильтр, и у нас сердце качает 4 литра крови. 4 литра крови проходит через вот эти все фильтры. Кровь превращается каждый день в мочу, в пот и выводится через фильтры. Это понятно? То есть, если у вас не выводится моча, пот, ну это уже вообще совсем плохо. Это говорит о том, что фильтр не работает. И именно вот фильтры, они будут засоряться у вас, потому что если кровь зашлакована, фильтры засоряются. Если у вас сегодня не работают почки, у вас есть проблемы с печенью, с легкими, с кожей, с сердцем. У сердца тоже есть фильтры, это клапаны. Они тоже могут засоряться. Если они у вас засоряются, то вы начинаете болеть. Если это сердце, с сердечными заболеваниями. Если это почки, засоряются почечные заболевания. Если это печень, то это печеночные заболевания. У вас сегодня, друзья, вы не представляете, что у вас в руках. Вы можете вообще не болеть, благодаря акселерейту. Потому что он вот эти шлаки будет выводить ежедневно. Что такое шлаки? Это плохая экология. Экология. У вас в Якутии здесь нехорошая экология. У вас стресс, вы постоянно находитесь в холоде. Чтобы вы понимали, холод – это стресс для организма, потому что температура тела – это 36,6. И у вас организм все время находится в этом стрессе. И вот что вот этот стресс вырабатывает разные биохимические процессы, и из-за этого страдают в организме разные, ферментативная способность снижается, еще что-то там происходит. Поэтому в Якутии очень много больных людей, очень много. Если вы посмотрите ваши больницы, клиники, вы просто будете шокированы. Очень много людей, которые страдают разными заболеваниями.
И у вас сегодня есть продукт, который может очищать от вот этих всех загрязнений, он может очищать от этого стресса. Вы должны защищаться от холода. Вы можете защищаться от холода продуктом LF8 и Accelerate. И когда вы принимаете эти продукты, получается у вас печень, почки, легкие, кожа, она очищается. Вы утром просыпаетесь, кто пьет Accelerate, заметили легкость? Вот якутяне. Чувствуете, вы как-то по-другому просыпаться стали. Вот у вас тут семейная пара скинула вес. Вот чувствуют так по себя по-другому. Потому что вы уже шлаки вот эти уже научились выводить. И почки, печень, вот вчера человек с заболеванием ревматоидного артрита, это неизлечимая болезнь, она исцеляется, потому что она пьет Elevate и Accelerate. Вот, и я хочу сказать, что в Якутии, наоборот, вы должны продвигать этот продукт Accelerate. Там есть неправильный перевод. Думают, Accelerate нужен для снижения веса. Нет. Accelerate нужен для нормализации веса. Он омолаживает организм, потому что он очищает. Я его пью, чтобы наоборот не поправиться. Ну, я хочу иметь свой нормальный вес. Для меня это нормальный вес. Я в этом весе прекрасно себя чувствую. Я была в весе в 66 килограммов. Да, я там, ну, какая-то, говорят, что в 66 я сочнее, там, говорят, как-то я там красивее, но я в этом весе очень тяжело себя ощущаю. И вот этот продукт как раз для молодежи и для тех, кто хочет быть молодым, не стареть. Этот продукт я даю своим родителям. Я хочу, чтобы они жили долго, потому что долго живет тот, кто крепко спит. Именно в этом продукте 2 капсулы, фиолетовая и белая. Именно белая капсула, она дает сон, а фиолетовая она дает очищение. И продукт Accelerate и Elevate, они друг друга дополняют. Если вы хотите получить эффект вообще от продукта быстро, тогда пейте эти 2 продукта сразу. Как его правильно применять? Его применять с 12 лет, его делить нельзя, потому что в составе есть пробиотики, пребиотики. Кстати, многие его стараются еще делить. Когда вы делите, вы вообще все свойства его теряют. И его нужно применять с 12 лет. С 12 лет. Это незаменимый продукт, у кого есть проблемы с остеопорозом, у кого есть проблемы с суставными заболеваниями, с болью спиной, менопауза, климакс. Вот здесь женщина сказала менопауза. У мужчины, думаете, нет менопаузы? У мужчин тоже есть менопауза. У мужчин это проявляется как? Покраснением лица, жир вокруг живота, тоже бессонница, стресс, ну то есть нервный становится человек, то есть это снижение гормона тестостерона, есть проблемы сексуальной энергии, там, с потенцией и так далее. Этот продукт вам восстановит все жизненные силы и для мужчин, и для женщин. То есть вот этот продукт, я считаю, что он благодаря ему моя кожа, она намного вот подтянулась, потому что я в свое время, еще 2 года назад хотела сделать, ну вот как подтяжка, да, или вот сюда вот я хотела нити, вот болела вот такой темой, потому что я чувствовала, что у меня вот эти углы, ну, вламывались уже. И у нас это же как эстетическая медицина очень сильно развита. Я всегда думала, делать, не делать. То есть у меня сейчас мои подруги удивляются, говорят, ты что, ничего не делаешь? Я говорю, я вообще ничего не делаю. Я пью просто Elevate, я пью просто и Accelerate. Вот такие у нас есть золотые продукты, если их вы правильно применяете. И еще я хочу сказать, что он очень выгодный, имеет заказ. Есть заказы, когда вы можете сделать по очень доступной цене. Продукты реально недорогие, а можно даже его получить в подарок. Я знаю, что многие об этой информации даже не знают. И если у вас есть какие-то вопросы, как сделать заказ выгодным, как его получить в подарок, вы должны сегодня задать этот вопрос тем людям, кто вас сюда пригласил, или написать, вот здесь есть ссылка «Менеджер», нажать на кнопку «Менеджер» и написать этому человеку этот вопрос. Благодарю за внимание. Давайте как поаплодируем, громче! Молодец! Она рассказала.
рассказала, как продлить жизнь ваших близких. Это уже слишком ценно на сегодняшний день. Ну, в продолжении нашей встречи мы сейчас очень коротко подведем итог. Я сейчас не буду ничего сложного давать, я все упрощу, потому что то, что я могу дать, к этому нужно быть готовым, это нужно понимать, это нужно ценить. Но на сегодняшний день многие из вас пришли первый раз, кто-то второй раз, кто-то пришел пятый раз, но, к сожалению, не совсем еще смышленно относится к этой информации в связи с определенным уровнем жизни. Простыми словами, он пришел пятый раз за 2 года. Ну, то есть, нужно ходить каждый день в академию, а он за 2 года пришел пятый раз. Следовательно, он как воздушный шар все время сдувается. Вот чтобы шар полетел, его нужно что? Каждый день. Тогда он полетит. И вот многие люди, почему они не взлетают? Потому что нет возможности взлететь в силу именно неправильных действий. Вот если вы хотите преуспеть в области здоровья, в области финансов, все гораздо проще. Я сейчас говорю конкретно, что нужно делать и что нельзя делать. А вы сами выбираете. Но прежде чем мы это скажем, я хочу, чтобы вы запечатлели этот исторический момент. То есть, вот я прилетел в город Чита, и мы там запечатлели. Полный зал, счастливые люди. Потом я прилетел в город, получается, Улан-Удэ, и мы сделали то же самое. А, кстати, может быть, даже на компьютере есть в хорошем качестве, сейчас посмотрим. Где сегодня команда «Успех вместе»? Что вы делали? Ждем тебя в академию. Научим тебя финансам, здоровью, благополучию и жизни. До встречи в твоем городе в Вообще в город Улан-Удэ я приехал гораздо раньше, чем к вам первый раз. За это время в Улан-Удэ мы провели около 15 разных встреч, вот таких больших, дворцы, ну, крупные такие встречи. И помимо этого каждую неделю один раз такие вот крупные, но чуть поменьше. Так как люди там стали системными, то их системность привела к тому, что в Бурятии некоторые люди купили квартиры, некоторые машины, некоторые уволились с работы, некоторые погасили долги, некоторые стали путешествовать по миру. У многих очень много результатов по продукту. Я бы не сказал, что в Бурятии идеальные лидеры, я бы не сказал, что в Бурятии идеальные люди. Я бы их не отмечал как эталон этого бизнеса. Им, чтобы до идеальности дойти, нужно кардинально измениться и много что сделать. То есть недоработок у них много, очень много. Потому что некоторые люди до сих пор, так как я 2 года приезжаю в Бурятию, не имеют академию в телефоне или в ноутбуке или в планшете. Это говорит о том, что они совершенно не усваивают материал, либо не хотят свою жизнь что? Менять. Они, некоторые ходят в академию, но не ходят их партнеры. То есть я бы не хотел, чтобы вы повторяли ошибки Улан-Удэ, я хотел бы, чтобы вы брали их плюсы. И тогда вы будете больше, чем они. Правильно? Вот мысль какая. Но в целом они неплохо трудятся. Неплохо трудятся, но для меня это мало. Как вам объяснить? Я всегда хочу, чтобы люди планку повышали. Я всегда хочу, чтобы люди купили не 1 машину, а 5 машин, не 1 квартиру, а 10 квартир. Чтобы погасили не 1 кредит, а 10 кредитов. То есть я всегда хочу, чтобы люди получили не 1 результат, а множество результатов. И вот я сейчас расскажу, как вы можете достигнуть больших высот в городе Якутия.
Но давайте сначала с вами передадим привет и запишем запись. Вот. То есть мы с вами запечатлим, насколько нас сегодня мало, ради того, чтобы потом в будущем в этой же Якутии показать, как все что. У вас же здесь есть хороший зал? Там же можно собрать много людей? Мы соберем с вами там много людей? Очень много? Ну вот видите. То есть мы можем это сделать. И сделаем. Правильно? Вот. И понимаете, мы покажем, как мы начинали. И я сейчас вам покажу, как мы начнем. Удивлены, насколько это просто. Вы настолько будете удивлены, что можно настолько быстро стать богатым, успешным и здоровым, и что совершенно ничего не надо придумывать. И вы поразитесь, что ваш бизнес будет не только в Якутии, он будет в более чем 100 странах мира. В смысле, вы будете бизнесменом мирового уровня. Если вы слишком любите Якутию, вы здесь останетесь жить. Если вы хотите куда-то переместиться, вы переместитесь, потому что у вас будут деньги. То есть вы уже выберете по своему нраву и мышлению, что вам надо. И давайте с вами сделаем так. Я, значит, буду определенную молитву читать. Молитва будет заключаться в каких-то связках слов. Там, например, команда «Успех вместе» сегодня где? В Якутии! Вот, ну, например. Команда «Успех вместе» сегодня где? В Якутии! Что мы делаем? Зажигаем! Только надо как? Зажигаем! Что мы делаем? Зажигаем! Вот, ну, понимаете, вы должны показать якутянам, Якутску, Нерюнге и всем другим, кто находится вот в этой части, что мы растопили Якутск. Растопили Якутск от холода и сделали здесь жару. И вот давайте еще раз. Где сегодня команда «Успех вместе»? В Якутске! Что мы делаем? Зажигаем! О, видите? И вот это зажигает людей. А теперь представьте, не говорите «зажигаем» никто сейчас. Да? А вот пусть вот эта вот красавица, вот вы, которая старше Пугачевой, но моложе в душе, вот вы скажете «зажигаем», а мы все слушаем. Договорились? Давайте. Сначала мы говорим, где мы. В Якутске, потом я говорю, что мы делаем. Она одна говорит «зажигаем». Готовы? А? Давайте. Команда «Успех вместе» сегодня где находится? В Якутске! Что мы делаем? Зажигаем! Я доволен. Она выиграла тем, что встала и такая «зажигаем!» Ну, это тоже, знаете, как круто, да? А? Это тоже круто. Нужны эмоции. Чтобы помочь людям, нужны эмоции. Чтобы помочь людям, нужна энергия. Чтобы помочь людям, понимаете, нужны действия. И за вами пойдут люди. Если вы будете изначально в другом состоянии. То есть, вот сейчас же вам как-то полегче, чем вначале? Уверенности больше, понимания больше, страхов меньше. Вот. Так вот, когда мы будем готовы к следующему этапу, другие знания придут. Вообще красавица. Точно Пугачева отдыхает. Я Али Борисовне скажу: Алла Борисовна, вам пора на пенсию. На Первый канал у меня есть новый претендент. Да? А то мы уже устали от ваших эфиров на Новый год ежегодных. Дайте кого-нибудь другого. Да? Конечно. Нельзя же кушать каждый год одно и то же. Дайте нам другой фильм. Ну, и с легким паром это уже несерьезно, когда это 10 лет подряд. Да? Ну, покажите что-то новое. Ну, верно, нет? Уже все знают все, где что будет, как будет. Вот. Ну, отлично. Значит, фонарики-то будем делать? А? А свет где тут выключается, кто знает? Кто не знает, свет вообще выключается здесь? А? Наверху. Вот.
сейчас посмотрит. Главное... А ты вот по лестницам туда зайди. Как? Вырубили. Нормально решили. Главное намерение. Сейчас я его вырублю. И потом представьте себе, какая энергетика передастся, какие тут теплые люди в Якутии. Да? А, я вот так сделаю. Не Айхау. И третий раз я скажу уруй, и они скажут айхау, айхау, айхау. запутаются? Привыкшие. Уруй! 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 Я сам скажу. Ну что, Свет, здесь у вас хорошая Света. Она всегда свет дает. Ходить не хочет. Да. О, раз, два, три. Елочка. О, молодец. Еще где-то вот один. Еще одна осталась кнопка секретная. Клево, да? Вы можете стать. Так, готовы? Все включите, фонарики, пожалуйста. А мне кажется, стоя нас будет казаться больше. Да. Надо будет стоя. Все встаем. Все встаем. Включаем. Нет, да, сейчас все встаем. Все встаем. Фонарики, значит, опускаем. Темно должно быть. Темно. Опускаем. Да. Смотрите, темно. Пускайте, Смотрите, фонарики все опустили. Никто не достает. Когда я говорю, что мы делаем, и вы должны вот так. Зажигаем! Да, а сейчас вниз что? Спрятали. Вот. Готовы? Готово. Да. Значит, смотрите. Давайте потренируемся. Я говорю. Где я? Да, я говорю. Привет, друзья! Из... Не, подождите, какой там он? Да. Привет, друзья, из вечной мерзлоты. И тут... Нет, пока тишина. Да, смотрите. Привет, друзья, из вечной мерзлоты. И я им там говорю, а вы знаете, где это? Ну, вот так. Ага. Да. А пока мы молчим, секрет. Да. Я, вот знаете, то есть как делаем? Я говорю, привет, друзья из вечной мерзлоты. Из вечной мерзлоты. Да? Потом, а вы знаете, где это? Они там. Я говорю, где сегодня команда «Успех вместе»? Якутия! Фонарики внизу пока. Я говорю, якутские. И вот здесь я говорю, что мы делаем? Вот. Да. И сразу уруй. Да. И я такой говорю, уруй! 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 Ждем вас, команда «Успех вместе». У нас здесь здорово. Трансляция более чем на 100 стран мира. Присоединяйся, будем помогать людям. Ну вот так. Готовы? Готовы. Ну, молодцы. Так, все. Я, значит, свою частушку выдаю. Тишина. Тишина. Да? Вот сейчас я тут разыграю. Тише, тише, вас нет. Привет, друзья! Пригласили меня, значит, выступить в один из городов. Приехал, расстроился. Здесь
самое-самое, как у нас? Вечная. Да, сейчас я вот это, я разыграю, что это. Нет, да. Типа вечная мерзлота, и никто не приехал. Я расстроился, да. Обещали полный зал. Вот так, да? Ага. Самое вечное. Да. Пригласили меня в город на вечной мерзлоте. Большой, холодный город, вечный Да, мерзлоте. Все, поехали. Тише. Привет, друзья! Пригласили меня провести тренинг в самый большой город на вечной мерзлоте. Обещали много людей, приехал, думал, будет полный зал. Разочаровался, никого нет. Морозы, холодно. Здесь бывает минус 50. И вот, видать, спрятались все. Но сегодня будет праздник на нашей улице. Вот так вот я сделаю, да? Да. Где команда? Маленькая интрига. Бывает на 70? Да, 72 градуса. 58. До 60 скажу. Да. Бывает. Да. Правильно. Все, тишина. До 60. Да. Все, тишина. Тишина. А потом я скажу, расстроился. Минус. А потом скажу, расстроился, никого нет. А потом, шутка, где сегодня команда «Успех вместе»? Вот, да? Ага. Должна игра быть. Конечно. Тишина. Привет, друзья! Пригласили меня провести тренинг в самый большой город, который стоит на вечной мерзлоте. Здесь температура до минус 60 градусов доходит. Обещали полный зал, расстроился. Шутка! Где сегодня команда «Успех вместе»? Я в курсе! Что мы делаем? Зажигаем! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Айхал! Мы молодцы! Трансляция идет более чем на 100 стран мира! Присоединяйся в команду «Успех вместе»! Будем помогать людям в области успеха, в области здоровья! Ждем вас в Академию! Успех вместе! До встречи! Молодцы! Хотите посмотреть? Да! Включаю? Включаю. Свет! Свет врубаем! Свет врубаем, свет врубаем. И вот сейчас я вам расскажу, как просто можно зарабатывать деньги. Вот так. Эмоции нужны. Эмоции. Людям не хватает эмоций. Согласны все? Свет включаем. Хотя можно без света. Со светом тоже, говорят, лучше. Так, ну... Если вы готовы, я очень коротко расскажу, ладно? Все готовы? Да. Вы сейчас удивитесь, как можно легко улучшить качество жизни. Сейчас отправляется как раз видео в этот момент. Мы пока ждем, потом посмотрим. Смотрите, чтобы изменить жизнь, нужно изменить действия. Действия меняются только в одном случае, если меняется твое мышление. Чтобы изменилось твое мышление, тебе нельзя нарушать законы успешных людей. Чтобы знать законы успешных людей, нужно быть среди успешных людей. Следовательно, я всегда нахожусь там, где находится мой наставник. Мне легко, потому что он экономит мое время, деньги, здоровье. Я получаю от него возможности и благодаря этому достигаю высот. Мне наставник сказал четко, что можно делать, что нельзя. И я выполняю это на протяжении многих лет и не нарушаю этот закон. Наставник, понимаете, показывает сильные стороны жизни. И я копирую его. Я копирую его образ жизни. Как он ест,
как он выступает, как он одевается, как он улыбается. Мне легко, я не повторяю действия бедных людей, я повторяю действия богатых людей. Делаю это очень быстро, потому что я понимаю, если он уже отжимается, я должен был отжиматься вчера, потому что у него это есть, а у меня нет. Если он говорит о деньгах, что нужно вот так тратить и не брать кредиты, я это делаю сразу, потому что понимаю, у него этого уже есть, а нужно было это делать когда? Вчера. Делаю это долго, правильно, то есть 1,5 года минимум, на постоянной основе. Естественно, я пользуюсь всеми рекомендациями, которые у него есть. Если он говорит не пить, я не пью. Если он говорит танцевать, я танцую. Если он говорит делать ролики, я делаю ролики. То есть только наставник может меня провести по короткому пути. А Элита очень серьезный вопрос подняла. Она говорила про то, что в Казахстане и в Кыргызстане есть бедные люди. Бедные люди, которые хотят быть успешны в бизнесе. Но они не могут быть успешны в бизнесе, потому что они продолжают наступать на одни и те же грабли. Они ходят в разные пирамиды, они устраивают разные системы, они ходят в разные компании, они не постоянные, не стабильные. И тут они опять придумали новое чудо. Ну, знаете, то МММ появится. И тут они решили продвигать образно новый сервис по раскрутке Инстаграма. Они не спросили у меня, можно ли, полезно ли это. Они не спросили у Ивановов. Они туда зашли и начали рекомендовать всем подряд. Причем они начали рекомендовать не только себе, они начали рекомендовать образно моей тете, моему брату, которые вообще, по сути, никакого отношения к ним не имеют, и они хотят еще моих же людей испортить чем? Неправильным образованием, неправильными знаниями. Но они почему-то не спросили у меня, Андрей Артурович, а как у вас в Инстаграме более 100 тысяч подписчиков? А может быть, мы будем ваши действия повторять, а не действия вот этих бедных людей, которые предлагают заработать? А как это у вас 15 тысяч просмотров? Ведь если это подписка ботов, то боты-то не смотрят. Смотрят только живые люди. А как это у вас вот здесь 5000 комментариев? А как это у вас 5000 комментариев? Боты же не пишут, значит у вас живые люди. А как вы это делаете? А почему у Ивана, Вов, у Маргариты Васильевны, ой, гуль более 100 тысяч людей? Блин, они, наверное, повторяют действия Шаура. У нее более 110 тысяч. И как это у нее столько просмотров, столько комментариев? 2500 комментариев. Блин, оказывается, у них-то живые люди. А эти, значит, дилетанты. Связались с нечестными людьми, где им накручивают неживых людей, где лайки и комментарии нечестные, то есть не настоящие, за деньги. И они понять не могут, и они предлагают образно лошадь дохлую. Понимаете? То есть, ну и толку, накрутят они это. Ну и толку они предложат это. А что толку-то? Это ж не живые люди. Они купить не могут, продать не могут, пригласить не могут. Еще люди за это деньги платят, еще хотят на этом деньги заработать деньги на нечестном бизнесе. И вот почему-то люди в ранге бриллиант в Казахстане, в Кыргызстане ведут себя, как будто бы у них ранг, баран. Понимаете, люди делают постоянно ошибки. Так вот, чтобы их не делать, я не спрашиваю у Пети, которая делает, у Васи, которая, или у Коли, или у Сережи, или у Маши, который сантехником работает, а Маша делает маникюр. И которая мне предлагает разбогатеть в интернете, а у них что? Знаний-то нет. И поэтому люди долгое время бедны, потому что они знания берут не у тех, следят не за теми, а нужно понимать. Вот я только выложил ролик сейчас, вот смотрите, 2000 просмотров за 29 минут. А как, Андрей Артурович, так? А как у вас города пишут? Понимаете, никто почему-то не спрашивает, как. А это зря. Нужно спрашивать, как и зачем, сколько раз и для чего. И тогда ты будешь кем? Успешным. А как людей собрать в зале? То есть, вот, например, в Якутии меня не спросили, а как вас встретить? А где бриллиантовый ужин организовать? А нужен ли нам бриллиантовый ужин? А как людей в полный зал, набить? Никто почему-то не спросил ни у меня, ни у Калая, как сцену накрыть, что должно быть на сцене, какие быть инструменты. Это же минус. То есть, когда мы не спрашиваем, как, мы не растем. Когда мы спрашиваем, как, мы можем собрать больший зал. Верно? Верно. Люди будут знать, как это сделать.
следующий раз. Вот, в следующий раз. А могли бы на следующий раз это не перекладывать. Правильно? Правильно. Ну, чтобы вам было понятно, меня приглашают сегодня выступать. У меня расписан график. На 3 месяца вперед у меня нет ни одного свободного дня. На 3 месяца вперед расписан график. И у меня в город Чита пришло много новичков. И они задают вопрос лидеру: Андрей Артурович-то приедет в следующем месяце? Они мне говорят: ты что? Как он приедет? Он уже все, полетел дальше. Ну, то есть все, понимаете, сейчас я буду в Сеуле, Корея, Ташкент, Самарканд, Узбекистан, Грузия, Тбилиси, да? Узбекистан, Ташкент, дальше Таджикистан, дальше Кыргызстан, Казахстан, дальше зовут меня в Европу, дальше в Америку собираюсь. Помимо этого, множество городов Кавказа, России. Ну, просто люди не понимают, что у нас-то нету такого, у нас нет этой роскоши, чтобы всю жизнь быть в Якутске или в Чита, нам надо дальше идти. Люди вот этого не понимают, что это может повториться, но уже когда? В следующем году. Может быть, даже в следующем году. Нет, в этом году. Молодец! Вот это тоже хорошо, в этом году. А чтобы я в этом году приехал, вы должны качественно прибавить. Где? Работа, бизнес. Пока не прибавите, смысла нет приезжать. Человек должен расти. А где он должен расти? В академии. А у него есть телефон, у него есть планшет, и он знает, что ни одной встречи пропустить что? Нельзя. А будет пропускать. Да. Вот в этом-то и суть. Так вот, я был самый недоразвитый дурак в жизни, который приехал на семинар, который первый день пил. Вот у нас семинар был в Москве, мне было 25 лет. И я когда туда попал, первое, я сидел в конце, когда выступали спикеры, я говорил, лохотрон, людей разводят, херня. Это было 13 лет назад. Я сидел вон там. Я выходил, так как легко было выйти в зад. Там я покупал пиво, там вот как вы знаете, так по кругу рестораны. Пил, потом заходил, смотрел, дураки, опять выходил, брал пиво, пил. Всех материл, оскорблял. Чушь, фигня. Дальше. Мы до 7 утра гуляли. Семинар был в 3 дня. До 7 утра гуляли. Выпили несколько литров пива, покушали, посмотрели там Олимпиада. И у нас должен был семинар быть. Он должен был быть с 12 утра. Приехали мы примерно туда в 5 вечера. На второй день. На второй день приехали, и там вышел мужчина. И он сказал правду. Ты думаешь, что ты имеешь бизнес, ты думаешь, что ты крутой, а ты можешь вот это, а ты можешь вот это, а ты можешь вот это. И я такой: ой, не дурак. Не врет, потому что я это прожил, я это прочувствовал. Он говорит правду. Он показывает страны, города, он показывает, что он время проводит с дочерью, он забирает ее из секции. Я думаю, я-то не могу. Я просто, думаю о себе много. Классный мужик, и он говорит: возьмите ручку, все записывайте. А я: какая ручка? Какая ручка? Какой ежедневник? Я же не студент. Я же никогда это... Я смотрю, у меня нет. Думаю, что делать? А там, где пиво продавали, чуть дальше продавали книги и блокноты. И я выбегаю и говорю: мне срочно блокнот и ручку. И тогда я их назвал на тот момент барыгами. Потому что они мне продали блокнот за 500 рублей. Ну, то есть, да, они просто имели. И я внутри думаю: барыги. Вот тогда-то. Сейчас бы я так не назвал, потому что, каждый зарабатывает как может, но лучше зарабатывать по-другому. И я у них купил блокнот, забегаю, и он говорит: делай то, делай это, делай это. Говорит: составь список. Я сразу составляю. А он говорит: составьте список завтра. А я сразу составляю. Он говорит: вам нужно читать столько-то. А я никогда книги не читал. А я стал читать больше. Он говорит: столько дисков слушать, я стал больше. Он сказал: столько семинаров посещать, я и больше. Все, что он сказал, я стал выполнять в 3 раза больше. Понимаете? И другие люди сидели, не записывали. Потом другие люди, прошло время, они оттуда вышли, и опять работа, жизнь, они ничего делать не стали. Их жизнь что? Не изменилась. И он сказал самое главное: а завтра будет ключевой человек. И выступать будет легенда, самый крутой чувак,
который делает товарооборот более $1 миллиарда. Ты, говорит, должен завтра прийти, не опаздывать. И на 3-й день я не опоздал. Кому это надо было? Мне. Поэтому я что? Не опоздал. Я пришел, мне дали расклад, я все записал и сделал. Через 40 дней я установил рекорд в этом бизнесе. На Дальнем Востоке и в России, и в Иркутске я сделал серебро за 40 дней, золото за 4 месяца, платину за 7 месяцев, рубина за 10 месяцев. Все другие люди мне завидовали, а я потому что читал больше, дисков слушал больше, презентации проводил больше, рекомендаций делал больше и вводил все куда? Людям, ну, в систему. И поэтому достиг высот. А они меня, другие, за это что, не любили. Что типа я выскочка. А почему я был выскочкой? Они не сделали, я сделал. Теперь простой расклад. Я вам сейчас скажу правду. Не сделайте, вы не будете богатыми. Вы не будете богатыми, друзья, если вы это что? Не сделаете. Посмотрите внимательно, насколько просто вам изменить свою жизнь. Первый пункт называется самообразование. Это надо не мне, это надо вам. Самообразование, это значит, вам необходимо 7 дней в неделю, 7 дней, не пропускать академию. 1 раз есть встреча. Вот завтра, 7 марта, мы сделаем отдых в честь женского праздника. 8 марта и 9 марта встреча будет в 19:30 в Москве. А 10 марта будет... У нас ночь. В 9 утра. Смотрите, в 9 утра будет 10 марта, 9 и 8 в 19:30 в Москве. У вас ночь. И бедный человек говорит, у меня ночь. Мелатонин. А я, друзья, так же, как и вы, живу в вашем регионе. И почему-то я ни разу не пропустил ни один тренинг, ни одну презентацию своего наставника. И более того, с президентом я общаюсь в 5 утра, потому что только в такое время для него удобно. И я не говорю что-то, это мне надо, я подстраиваюсь под него, а не он под меня. И я беру то, что мне надо. Понимаете или нет? И поэтому я не пропускаю. И у меня есть бриллиант на Дальнем Востоке, у которого время гораздо позднее, чем у вас. И он ни разу не пропустил презентацию и тренинг. Зовут ее Лилия. Почему? Потому что она ценит информацию, и это ей надо. И она стала бриллиантом, и она зарабатывает деньги. И у нее бизнес появился в Америке, появился в Узбекистане, появился в Китае, появился в Корее, появился в России, появился в Казахстане, в Кыргызстане. Круто? Круто. Да? И в Якутии тоже у нее есть бизнес. А живет она на Дальнем Востоке. Вы поймите одно, Иван Вов то же самое сделал. А теперь смотрите, есть другие чудаки. Они живут, например, как вам объяснить, в городе Москва. И мы говорим, 10 марта будет в 9 утра. Они что скажут? Рано. Вот смотрите, где, вот как бы вы ни крутили, везде люди хотят что? Обмануть себя. То есть люди ищут оправдания. В любой стране мира, в любом регионе они хотят оправдать себя чем-то. Я себя не оправдываю. То есть у меня другое понятие. То есть меня просят выступить для Польши. Я для Польши выступал здесь в Якутии в 3 часа ночи. Здесь у вас я в Якутии для Польши выступал. Почему? Это мне надо. И я для них выступал. И после этого у меня большой бизнес в Польше. Кто дурак? Кто умный? Я умный. В плане мудрости. А если бы не выступал, был бы что? Дураком. Зато у меня есть бизнес в Европе, потому что я выступал в 3 ночи. У вас в Якутии я это делал с отеля Лена. Понимаете? А другой бы лег спать. У меня же деньги есть уже. Ну так или нет? Я мог бы лечь спать. А почему я выступал? Это мне надо. Я хочу людям помогать. И я подстраиваюсь, понимаете, не под временной фактор, я подстраиваюсь под моменты роста. Если утром рост, значит утром, если днем, значит рост. Ну, днем. Если ночью, значит ночью. То есть я буду спать и жить по такому графику, как будет рост. То есть я подстраиваюсь под рост, я подстраиваюсь под возможности.
И вот если мне скажут завтра тренинг в 10 утра, я не люблю 10 утра, но поверьте мне, я проснусь в 9:30 и буду смотреть. Если мне скажут в 5 утра президент будет общаться, я буду с ним в 5 утра общаться. Если мне скажут в 5 вечера, я буду в 5 вечера. У меня нет такого понятия, я хожу тогда, когда мне удобно. У меня есть понятие, я хожу тогда, когда мне надо, а надо мне всегда. 7 дней в неделю я не пропускаю академию. Вы можете пропускать. Вы можете пропускать. Это ваша жизнь, но вы не станете успешным. Помимо этого, 7 дней в неделю я туда приглашаю кого? Людей. Понимаете? То есть я туда приглашаю по платной, по бесплатной рекламе. Я делаю заметки в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Я приглашаю людей по WhatsApp и так далее. Потому что это мне надо. То есть, по правилам, вы не имеете пропустить ни одной встречи. И я вот, когда мне сказали 13 лет назад, ни разу не пропустил. За 13 лет я ни разу не нарушил закон. Мне сказали, ты обязан, если ты хочешь быть успешным для себя, выполнять определенные законы. 2 раза минимум международный семинар, 3 раза минимум региональный семинар. Помимо этого, ты должен 2 живых встречи проводить в городах, где ты живешь. Я проводил 7. Мне сказали 2, проводил 7. Знаете, как я жил? У меня город Ангарск, он находится, скажем, в центре Иркутской области. И у меня было 7 дней. И я делал так. Сегодня выступаю в Усоле, завтра в Черемхово, послезавтра в Саянске, потом в Ангарске, потом в Иркутске, потом в Шеликово. Поняли смысл? И каждый раз я туда приезжал не с ночевкой. В одну сторону бывает куда-то 2 часа, куда-то час, куда-то 5. То есть ты 5 часов в одну сторону едешь, выступаешь, уезжаешь. 5 часов туда, 5 часов обратно, 10 часов только пути. Уловили идею? А у вас здесь есть рядом регионы, куда вы можете съездить. Но вы, возможно, не хотите этого делать, потому что якобы это вам что? Не надо. Билеты дорогие. Да, и вот тут начинаются билеты дорогие. А я не смотрю, что билеты в Якутию дорогие. Я беру и прилетаю, потому что я понимаю, что вопрос не сколько цена билета, вопрос, сколько ты действий сделаешь. Ты можешь всегда отбить билет. То есть я могу прилететь в любой город мира, отработать там 0 или в минус, но я буду знать на будущее, что когда это что? Многие люди как хотят? Деньги считать сразу. А цыплят надо считать по осени. А они хотят сразу. В смысле, вы картошку посадили, но вы живот не собираете. Деньги вы в данном случае только инвестируете. Вы не получаете деньги. Вы время и деньги инвестируете в посадку. Бензин, вы ездите, трудитесь. То есть идея заключается в том, что сначала вы сажаете культуру, помидоры, огурцы, поливаете, закрываете теплицы, а потом только собираете. Так? А почему же бедный человек не может в бизнесе так же делать? Денег сразу хочет. Сначала отдайте что-то, а потом деньги что? Придут. 2 живых встречи вы обязаны проводить в своих регионах, городах. Но я вам рекомендую вот так. 7 раз в неделю, где ты живешь, в одно и то же время проводить встречу живую. И 7 раз в неделю ходить в интернет, чтобы время не совпадало. То есть я бы делал так. В кафе или в офисе, или дома. Я бы... Вот как я начинал? Вот. Я позвал всех знакомых себе домой. В одно время. Они пришли, я им рассказал. Потом говорю, приходите завтра в это же время. И зовите других. Они пришли, позвали других. И они ходили домой. Потом я понял, что дома не совсем комфортно будет все время так делать. И я, значит, в магазине, он до 7 работал, до 7 закрывался. Вот магазин работает, до 7 закрывается. Я каждый раз в 7 часов в магазине стал проводить презентацию. Люди приходят, и я говорю, завтра будет то же самое, только лучше приводите гостей. И все знали, что здесь каждый день в 7 часов встреча. Понимаете? Я 7 раз выступал в неделю. Так сейчас нужно 7 раз ходить в интернет и 7 раз еще что? Желательно, если вы хотите что? Большой бизнес. А у нас многие что? Хотят всего и сразу. Так вот, пока вы нарушаете этот закон, вы не можете быть большими. Если вы каждый день не отжимаетесь, у вас не может быть пресса. И вот у вас, смотрите, Иркутск рядом.
Читинцы есть здесь? Читинцы. Напишите в чате. Читинцы. Сейчас напишут есть. Я рад, что здесь есть читинцы. Сейчас они думают, радовать их буду. Нет. Вот они пишут в чате, есть. Ну и что толку, что вы есть? Вот вы просто неправильно поступили по отношению своего бизнеса. Я в Читы поехал в Улан-Удэ, и ни одного читинца из лидеров не увидел в городе Улан-Удэ. Я был шокирован. То есть они рыбу ловят только в Чите. То есть они не поехали, ну, например, на озеро Улан-Удэ. Они не поехали на озеро Иркутск. Они не поехали на озеро Красноярск. Они будут большими рыболовами. Друзья, я просто шокирован, что некоторые люди даже задницу поднять не могут ради своего успеха. То есть, извините за выражение, буряты многие не приехали в Читу, читинцы многие в Бурятию. Читинцы и буряты в Якутию, а якуты в Читу и в Бурятию. А следующий семинар будет самый центровой, самый крутой семинар в истории будет в Сибири. 10 марта в городе Иркутск. И что бы я сделал, если бы я был в Якутии, в Бурятии или в Чите, или в Красноярске? Что бы я сделал бы на месте Митинева, если бы жил бы в Абакане? Поехал. Я бы туда поехал, дал бы рекламу, приглашал бы людей, искал бы знакомых среди знакомых, то есть я бы этим жил. Но я бы ехал туда не ради того, чтобы позвать, а знания получить. Ну и чтоб еще что? Позвать, приумножить. Понимаете, насколько неправильно читинцы отнеслись по отношению к себе, к своему бизнесу? Они Улан-Удэ проспали и Якутию что? А могли сюда пригласить 10, 20, 30 человек. И могли взять Якутию и Читу. Уловили идею? Вот в чем суть. Поэтому не будет больших денег. Не будет больших денег. И поэтому я еду сейчас в Иркутск и приглашу много людей в Иркутск. Потом я еду в Кызыл, потом еду в Красноярск, потом еду в Новосибирск, потом еду в Москву. И ваша задача не ждать чуда. Ваша задача, первое, каждый день приходить куда? Академию. А? Академию. То есть первое, каждый раз ходить в академию. Второе, если рядом с вашими городами проходят встречи, что нужно делать? Приходить, Туда приезжать. Я понимаю читинцев, якутов и бурятов, если бы тренинг проходил в Ташкенте. Можно не ехать далеко. Поначалу у вас нет много денег. Но когда очень близко, можно несколько городов охватить. Да, ты вложил время, ты вложил деньги, но тебе больше что? Вернется. То есть суть вот в этом. Жители ближайших регионов не должны, извините за выражение, просрать Иркутск, Новосибирск, Красноярск. Иркутск, Красноярск и Новосибирск. 3 ключевых города Сибири. Самые большие развязки там, самое большое количество институтов. Это самое большое место для ловли рыбы. Уловили идею? Потому что в Иркутске живут узбеки, кыргызстанцы, красноярские также разные люди, и в Новосибирске также, и они разъезжаются по разным городам и странам. То есть что нужно делать? Включить мышление. Поэтому ваша задача, если вы сейчас реально не можете ехать, приглашайте людей каждый день в академию. Если у вас есть возможности выезжать, нужно выезжать. Но возможности выезжать нужно всегда изыскивать. Изыскать. Они есть, просто ты их что? Скрываешь. Минимизируешь. То есть нельзя возможностью минимизировать, их нужно глобализировать. Это русский язык, такой сложный. И понимаете, тогда будет успех. Поэтому я за себя не переживаю. Я не смотрю, сколько я трачу, я смотрю, скольким помогаю. Для меня задача помочь людям, а деньги они придут. И вот, понимаете, я не нарушаю тех законов, которые люди в области успеха мне дают. И сейчас, понимаете, то, о чем я говорю, коснется кого? Коснется не только вас. Господа, лентяи есть везде. Они есть в Москве, они задницу не подымут, чтобы в Казань поехать.
мышление москвича. Я не обижаю, я правду говорю. Мышление москвича, я москвич, все должны ко мне ехать, не я к кому-то. И он будет бедным. Мне и так хорошо, вы и так приедете в Москву. Я же приеду 23-24 марта в Москву. Чего ему напрягаться в Грозный ехать? Вы не поняли, если бы я жил в Москве, я бы побывал в Санкт-Петербурге. То есть я бы окучивал весь этот огород. Весь огород бы этот окучивал, если бы я был москвичом. Потому что мне комфортно туда-сюда, 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 туда-сюда. Москва — это логистика. Тебе легко можно этот огород что? Окучивать. И ты будешь богатым москвичом, а не нищим москвичом. Уловили идею? Есть нищий москвич, есть богатый москвич. И есть такие же друзья-лентяи, поверьте мне, которые живут в Казахстане и в Кыргызстане. Им ломы поднять энное место, из города Бишкек приехать в Алматы 3 часа езды. На самолете 40 минут. Цена, вы будете смеяться. Примерно 500 рублей можно договориться, чтобы приехать с Алматы до Бишкека, с Бишкека до... Но многие этого никогда не сделают, потому что им ломы, первое, 3 часа потратить, второе, заплатить 500 рублей ради знаний и ради своего успеха. Причем они платят не за тренинг, а за что? За дорогу. Так вот, вы знаете, друзья, я вчера здесь проводил шикарный тренинг. И многие люди эти знания уже начинают применять. И поэтому они становятся богатыми. Вот если ты начинаешь понимать, что твой смысл большого успеха это в действии, то ты действуешь. И вот я вот так смотрю. Вот это город, это город, это город, это город, это город, это город. Мы едем 7 стран мира, более 30 городов. И я на вашем месте сижу. Я начинаю мыслить. Первое. Если города рядом, я туда еду сам. Если города не рядом, я туда приглашаю по интернету. Вот так я мыслю. И плюс делаю в городе, где живу, еще ряд действий. Я использую ресурс академии, то есть я использую ресурс команды. Теперь я захожу в контакт. И вы это тоже делаете. И набираю город Иркутск. В смысле, я не жду чуда, я сам его создаю. Я захожу в контакт. Вот эти тренинги все есть, я их провожу. Набираю город Иркутск. Жму показать все результаты. Это также делается в Одноклассники, в Фейсбуке и Инстаграм, Контакт, Фейсбук. Здесь жму люди, и здесь вылазит список. Вот 1907 что? Человек, да? Верно? И я вот просто по ним спускаюсь. Вам рекомендую писать этим людям в разных местах. Не обязательно сверху или снизу. Потому что если вы все будете писать одному и тому же, вы можете ему надоесть. То есть старайтесь в разные вот, заходить. И я вот нажимаю. Нашел человека, вот Вадим. Захожу на него. И вот здесь написать письмо. И пишу ему. Доброе время. Вы знаете, что сейчас идет турне по городам и странам. И у вас будет благотворительный тренинг в области успеха от легенды, допустим, вот так. Все, я ему посылаю. И он уже говорит, знаю, не знаю. Он говорит, не знаю. И он мне что-то отвечает. Я ему говорю, если интересно, я могу вас туда направить. И в зависимости от чего, что он мне человек говорит, я с ним связываюсь по WhatsApp, по Telegram. Понимаете? Вот в этом плане. И что получается? Я так пишу. Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Ташкент. То есть я смотрю, куда едут лидеры, туда что? Туда приходят люди. 10 заметок надо писать. Инстаграм, 10 контакт, 10 Фейсбук, 10 Одноклассники в сутки. Запомнили?
То есть больше 10 нельзя, меньше нельзя. 40 раз вы пишете в сутки людям в разные города. Также можно и в своем городе это делать. За год вы 14 400 написали. 14 400 человек. 5% скажет «да» из 1000, и 95 скажет «нет». И представьте, вот те, кто скажет «да», кто-то из них будет партнером, кто-то потребителем, вы не можете быть нищим. Плюс платная реклама, плюс бесплатная реклама. Помимо этого вы развиваете свои соцсети, сделали заметочку, вам написал человек, вы с ним связались и помогли ему. Это уже отдельные тренинги, о которых мы сейчас говорить не будем. Так, смотрим, было 2369 просмотров, жму обновить. И вот сейчас уже, скажем так, скрытая реклама, вот ее уже посмотрела 2801 человек. Вот здесь люди пишут: Улан-Бата, Кемерово, Актау, Караганда, Алматы, Геленджик. Эти люди могут быть партнерами, эти люди могут быть просто новенькими. Поэтому большой бизнес сделать не проблема. То есть 40 раз мы должны написать по 10 в каждую соцсеть людям в разные города мира. И эти люди заинтересуются. Потом мы их связываем в WhatsApp, Telegram и добавляем куда? В академию, где они получают. Также у нас есть список для новичков. Вот этот список у вас должен быть обязательно. Вам нужно добавиться в чат Telegram, и здесь есть список, что давать новичку. Смотрите, мне пишет человек, и я не парюсь. Вот видите, он пишет: здравствуйте, есть у вас презентация маркетинг-плана, информация о продукте? То есть он попросил что? Бизнес и продукт. Я ему говорю: есть, и скидываю ему что? Бизнес и продукт только. И говорю: если интересно, свяжитесь. Он говорит: спасибо, это было вчера. Понятно? То есть, и мне пишут в разные соцсети, я им отвечаю согласно списка. Я экономлю время, я сам все не рассказываю. Вот этот список у вас должен быть. Он у вас есть в телефоне? Есть. Вы должны все добавиться в чат Telegram. Да. Этот список должен быть на обязательной основе у вас. Вот эти чаты Telegram, они есть. Вам нужно попросить человека, кто вас пригласил, чтобы он добавил вас в чат Telegram, чтобы там вы получали информацию. То есть это очень важно. Видите, там уже информация есть про тренинг Якутии. Круто? Что вы видите? А? Там есть информация по Иркутску, там есть информация по Кызылу, там есть информация по Якутии, по Красноярску. Скажите, круто? По Москве. Так вот, многие там не находятся 2 года в бизнесе. Но у них может быть бизнес. Они не знают, куда мы едем, они не знают ролики новые, они не знают новости, они не знают про акции. Они ничего не знают. Бизнесмен обязан находиться 7 дней в академии, плюс обязательно в чате Telegram у наставника. В самом большом чате. Я не знаю, как можно вообще быть бедным, потому что по этой технологии бедным быть невозможно. Помимо этого, вы приглашаете людей по телефону, по WhatsApp, по Skype, знакомых. И плюс я вчера вам рассказывал определенную модель, что существуют салоны красоты, существуют массажные салоны, существуют клиники, поликлиники, да, профилактории. Вы туда приходите, у вас есть с собой буклет, у меня всегда с собой есть буклет. Вы туда приходите, и там есть что? Человек. А каждый день можно туда приходить. А теперь подумайте, 40 раз вы пишете в сутки людям разным, незнакомым в интернете, и час-полтора проводите время где-то в поликлинике, заходите, там бабушка сидит, плачет, там мама сидит с ребенком, плачет, вы говорите: доброе время, я вижу, у вас какая-то трудность, что у вас за заболевание, давно ли это, и рот закрыт. И человек должен все, как вам сказать, излить душу. То есть вы задаете очень короткий вопрос.
Здравствуйте, я вижу у вас какая-то трудность, во что заболевание вас что-то беспокоит. И она начинает рассказывать, вы закрыли рот. И она высказалась, и потом вы говорите, слушайте, а у моего друга или у моего партнера такая же проблема. Вы знаете, что он излечился? Вы знаете, есть метод? Он говорит, нет. Если интересно, вы дайте WhatsApp или Telegram, я вам скину, посмотрите. И показываете фото или буклет, планшет, где у человека там изменения. Классно? Так вот, час-полтора там время проводите, 40 раз пишите в интернете, вот вы уже никогда бедными что? Не будете. Даете платную, бесплатную рекламу, приглашаете знакомых людей, учите их тому же, и вы никогда не можете быть бедными. В мире нет здоровых людей, полностью идеальных. Даже дети, по статистике, множество имеют трудности. Все, что вы должны понять? Это надо всем, главное, донести. И вот кто захочет, тот будет с деньгами. Кто не хочет денег, у того денег никогда что? Не будет. Теперь следующий момент. Я вам рассказал, что можно в интернете, что можно на земле, что есть платная, бесплатная реклама, что сейчас мы летим по городам и странам, что нужно что? Приглашать туда людей, тогда у вас будет бизнес. Вот сейчас я в чат еще скину полезную информацию. Вот скинул им эту информацию, им надо ее изучить, добавиться в чаты. Сейчас любой город может быть переполнен. Вот 1000 человек напишут, каждый 40 человек в день. Сколько это человек? 40 000. Мы можем любой город наполнять. Просто не все хотят, и многие, а кто хочет, не знает как. Просто вот мы договорились, что в Новосибирске собираем зал. В Новосибирске мы собираем 20-21. Вот 20-21. Нас 1000 человек адекватных. И 100 000 неадекватных. Неадекватные это которые хотят, но ничего не делают. Забыли про них. 1000 адекватных. Учим их. 1000 адекватных. Сделали 40 предложений в сутки. 10 контакт, 10 Facebook, 10 одноклассники. 10 Инстаграм. 40 000 предложений за сутки на тренинг прийти. В город Новосибирск придут люди? И 40 000 5%? А? 2000 человек может прийти. Да? Классно? Пусть даже плохо мы работаем, пусть будет даже 1%. 1% это делим 200 на 5. 400 человек. Вот даже если 1%, это 400 человек придет. Круто? Да нет проблем собрать зал. И также в академию нет проблем пригласить. Кто не может прийти в зал, может в интернете зайти. И у меня есть бабулька, как многие любят называть, которая в 63-64 года ей, которая рубит бабки вот таким методом. И молодые ей в подметке не годятся. Она берет и делает, берет и делает. Сейчас я попробую показать вам ее ролик. Она раньше даже кнопочного телефона не имела. И наоборот, без кнопочного. Сегодня она купила телефон без кнопок. Вот этот тренинг. Посмотрите. Я-то не люблю так называть, но для большинства понятно. Бабулька. А для меня это девочка. Потому что она может кардинально свою жизнь что? Вот, 9 минут информация. Тут есть она на этом видео? Вы ее засняли? Да. Да. И тут она вот рассказывает. Так что, посмотрите, у нее получается. Ее сейчас зовут в разные города. Здесь вот есть написать. Пишу ей. Например, в этом. Захожу, нет ее в этом ролике. Вот. И здесь она рассказывает, а потом я показываю, как это она делает. То есть сначала она что? Рассказывает, а потом я показываю, как она это делает. Так она зарабатывает деньги. Зарабатывает больше, чем что? Молодежь. Вот так. Александр спрашивает, кто придет в зал по моему приглашению, подпишется под меня? Конечно, вы же ему даете ссылку в академию. Вы ему даете ссылку на Бэйбик, под кого он будет подписываться? Под вас. Мы даем только информацию.
И вот когда люди поумнеют, они никогда не будут бедными. Они всегда будут богатыми. Следующий нюанс. Без продукта бизнес не построишь. Вот это вы заказываете продукт на себя, приглашаете 4 человека, говорите, вот так надо делать бизнес, они тоже делают это. Эти 4 человека приглашают еще по 4 и делают то же самое. То есть ваша задача показать пример 4. Они спрашивают, а как ты сделал? А ты говоришь, Дублицировать. я заказываю каждый месяц продукт на $90. Они говорят, я так же. А потом они говорят, что ты делаешь? Я приглашаю 4 человека. Они говорят, что? Я так же. И вот за схему 4 по 4 у вас 20 человек в магазине покупают на $1800 продукта питания. На $90 покупается 70 дней продукта, который делится на 2 человек в семье. И это получается на месяц. За такую структуру вы получаете $500 каждый месяц. И вот у меня вот бабулька, как вы это любите называть, в 63 года зарабатывает вот так по несколько тысяч долларов порой. Круто? А? Вот. Порой она зарабатывает по несколько тысяч долларов. Но $500 минимум она всегда имеет. Классно? А сейчас у нее бизнес попер, ей понравилась эта схема. Она, короче, как, нашла золотой клад. И она поняла, что у нее это получается. И она сейчас каждый день так делает. Ее сейчас позвали в 5 разных городов ехать рассказывать. 3 врача у нее в Москве подключилось, представляете? То есть 3 врача в Москве, она вот так рассказала. Пришли потом на такую встречу, там им рассказали. Они подключились под эту, образно, как вы любите, бабульку. И 3 человека у нее в Москве сделали серебро. Рано. Так я понять не могу. Ленивый только не может быть богатым. Потому что человек, который делает, он не может быть нищим. Так же? Да. Так же. А как вот, если она в одном месте, а люди в другом месте? Академия. Вот в этом-то и суть. Через интернет. Вот академия, она дает что? Ссылку. И не надо быть в их городе. Вот этот тренинг изучите, я скинул. То есть суть заключается в том, что она дает ссылку на академию. И люди в академии получают знания. Вот. Люди приходят, потом они в академии зарегистрированы, в Бэйбик зарегистрированы. Ей даже, может быть, никогда туда приезжать не придется. Они будут сами это все делать. Вот ваши $500. Но если вы не научились 500 зарабатывать, вы 10 тысяч не заработаете долларов. В смысле, если вы начнете масштабировать, то сеть вырастет. Если у вас люди будут зарабатывать, у вас будут большие доходы. Но вот это вот то, что я хотел бы вам сказать. 10 марта в городе Иркутск тренинг живой. Есть возможность — прилетайте. Нет возможности — приглашайте. То есть решать вам. 13-14 марта Кызыл, Красноярск 16-17 марта, Новосибирск 20-21 марта, Москва 23-4 марта. Все, пробуйте эту схему, она 100% работает. 100% работает. Плюс подключайте WhatsApp, Telegram, Skype, знакомых, звоните, пишите. И вот этот список, что давать новичку. Ничего не рассказывайте, давайте только вот, что новичку, что по продукту, что по бизнесу, что по продукту, что по бизнесу. Добавляйте чаты, добавляйте в академию. Всем нужно настроить академию. Вот смотрите, с Москвы пишет девчонка, Нина Степанцева. Благодарю за супер тренинг. Круто. Я тоже бабулька, которой уже 63 года. Поправила свое здоровье и начала приглашать своих знакомых. Сейчас уже мне делают комплименты, осваиваю интернет. Классно? Видите? Хотя для меня они не бабульки. Ну не может человек 63 года быть бабулькой. Если он следит за собой. 100% он подтянут, 100% он красив, 100% он, нормальный. То есть он не может быть каким-то дедом старым. Я этот пример всегда показываю на Газмановой. Газманову сколько лет? 67. А? 68. 68 стало, да? Или 67? Не-не-не. Ребята, чтобы полностью
развеять ваш миф, вот Газманов. То есть я не считаю, что он какой-то дед. То есть ему 67 лет точно. Он в Якутске уже несколько раз. Как он выглядит? Отлично. Он все время улыбается. Бывший гимнаст. Видите, он все время улыбается. Он следит за здоровьем, он поет песни, он радуется жизни, он занимается зарядкой. И поэтому он не чувствует себя стариком. А многие люди, почему-то себя в 50 лет и в 60 уже считают кем? Стариками. То есть речь идет о том, что вы сами определяете, кто вы, старик или молодой. Я считаю, что в современном мире человеку, которому на сегодняшний день 80-90 лет, стариком называть нельзя, если он следит за собой. Вот 120 лет, возможно, там, как-то там может быть старик. Но 80-60 лет это только так. Если в Японии сейчас более 1 миллиона человек, будут жить более 100 лет. Вот нормальный человек, спортивный, здоровый, улыбается, счастливый. Делайте выводы. Кто со мной согласен? Абсолютно. Как? Видео посмотрим. Как он отжимается? Ваше видео? Нас интересует. Молодец, вот старая говорит. Вы, по-моему, моложе нас всех. Никто не помнит. Вообще, вот я забыл. Так я 20 лет тому назад из Японии джип перегнал. Вот. 45 лет стажа водительский. Молодец. Ну что, смотрим? Привет, друзья! Пригласили меня провести тренинг в самый большой город, который стоит на вечной мерзлоте. Здесь температура до минус 60 градусов доходит. Обещали полный зал, расстроился. Шутка! Где сегодня команда «Успех вместе»? Что мы делаем? Ура! 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 Мы молодцы! Трансляция идет более чем на 100 стран мира! Присоединяйся к команде «Успех вместе». Будем помогать людям в области успеха, в области здоровья. Ждем вас в академию! До встречи! Молодцы! Вас не объясняли. Вот. Показали пример другим городам. Просто возьмите, закажите продукт. Просто возьмите, начните потреблять продукт. Просто возьмите, ходите в академию 7 раз в неделю и не говорите нет. Просто возьмите, приходите на 2 минимум живых встреч в вашем городе. Просто возьмите, проводите 7 живых встреч в ваших регионах. Просто возьмите, приглашайте 40 человек по схеме, которую я вам показал. 10, 10, 10, 10. Контакт, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм. В свой город и в другие города. Просто возьмите, начните жить. Это так просто, элементарно и доступно любому человеку. С вами была команда «Успех вместе» и ваш друг Андрей Шауров. Всем успехов и процветания! В следующий раз будем установить рекорд. Лотерею! Лотерею в студию! Розыгрыш в студию! Все помню. Ребята, розыгрыш помню, видео помню. Марина. Короче, ГРУшник, засланный в этом зале, обучен профессионально всему. Мы сейчас будем делать розыгрыш призов, разыгрывать наши... дайте покажу им.
Будем разыгрывать продукты. Что прям? Разыгрываем. По 3000 рублей каждому. А для клиента это 4500. То есть, если не партнер, это 4500 подарок, если партнер 3000. Круто? Вот такие щедрые сертификаты по 1500, да, или по сколько? По 2000, по 2? По 1000 рублей на медосмотр. Ну что, делаем тогда розыгрыш. Ну давайте идем. Я, значит, что? Жу. А мы такое не получали. Вчера вы писали только. Подожди, а среди кого разве? Вчера Не завидуй тем баранам, кто ушел. Доставайте все свои пригласительные. Только вчерашний что? Да, вчерашние номера написаны. Ну кто здесь присутствует? Разыгрываем только те, кто присутствует. Представьте, кто-то ушел, вот 100% сейчас вытащим билет, и этого человека не будет. Потому что успех нужно что? Заслужить. И вот вы поймете, как одни становятся богатыми, а другие бедные. Потому что он сам себя делает бедным. Готовы? Первый человек, который выигрывает что? 3. Вот сюда поближе, пусть там видят. Вот сюда, в смысле, на 265. 265. У кого 265? 265. Нету. А теперь слушайте меня внимательно. Мне достаточно... Представьте, как я сдружусь с Вселенной. Вы вообще понимаете, что математически невозможно достать первый билет именно того человека, который ушел? Со мной вообще шутить нельзя. Потому что все, что через меня идет, это Вселенная, не я. Увидели урок? Я провел урок, вы его. Больше никогда не шутите. Номер 33. 33. Супер. Завтра, друзья, в интернете не будет встречи. 8-9 в 19:30 в Москве, 10 в 9 утра в Москве. Поздравляем. Медосмотр не проходят в нашей клинике «Успех вместе» через специальный аппарат. 355! 355! 355 медосмотр в нашей академии. Какой? Следующий приз. Ацеллер. О, дорогой подруга, дорогой. 019. 19. 19. 19. Ну ничего, дорогой мой друг, зачем тебе, допустим, 4500 рублей? Мы их сейчас другому дадим. Да? Тебе? Какой номер? 182. Молодец. Друг, как сказки смешно, все мне ясно стало теперь. Круто, да? Круто, я попал на ТВ. Ты звезда, давай с народом поделись. Хочу подарить подарок в нашу Академию медосмотра. 318. 318. Ура!
проходить медосмотр надо. Проходить медосмотр надо. Почему? Потому что нужно себя понимать в каком-то состоянии. Молодец. Разыгрываем 3000 рублей. О, 2. 320, 222. Это студент получил, у которого мероприятие. Я собеседование проходила. Я сегодня пригласила 18. Ну идите сюда. 18 студентов. Да-да. Она подписалась всего вчера после тренинга. И подписалась уже 4 человек, уже зарегистрировала, сделала заказ. И по ее приглашению пришли 18 студентов. 2 взрослых человека и 1 подросток, сегодня 21. А она вчера была на тренинге, где я рассказывал методику. И она сразу на этом тренинге, как я однажды 13 лет, начала делать действия. Я помню, я на том тренинге звонил, я прилечу в Иркутск, ты обязательно должен прийти. Я сейчас с Москвы везу тему огонь. Там, ну, пацанам, друзьям звонил, говорю, ты вообще не представляешь, сколько денег. И вот она то же самое примерно делала. Вот видите, работает система. 4 подписала, это значит $150 заработала. Понимаете? Ну а вам зачем деньги? Зачем им звать? Не надо, не зовите. Пусть она заработает. 0,52. Сертификат на обследование своего здоровья. Оп. 3000 рублей разыгрываем. 157. Молодец, 157. Да, круто. Круто. Щедрые подарки, да. А кто у нас первый раз? Руку поднимите, пожалуйста. Кто вчера и сегодня первый раз? Вчера и сегодня. Отлично. Так. Смотрим приз. Я это что, Якубовский, что ли? Приз-студию! 493 номер побеждает! Следующий приз 3000 рублей. До этого разыгрывали здоровье. 479. Как фартануло вам, женщина, как я рад за вас. Следующий приз, какой будем разыгрывать? Сертификат. Мой любимый номер 13. Долларов 15. Вот она, зайка. 15. Ура! Пока мы поздравляем нашу зайку, сейчас мы разыграем 3000 рублей. 460. 464. 464. 464. Привет тебе. От снежного барса. Разыграем другому человеку. Опять 428. Почему только 4?
428. Ура! 428. Подавить хочу. Пока она получает мы даем следующий сертификат. Номер. Вот это да, упаковка. Номер, он трехзначный. Вот 2, потом 0. У кого уже совпадение, руку поднимите. 2-0, 2-0. Да, и теперь следующий еще 0. 200. 200. Ушел. О чем мы разыгрывали-то? А, есть. Есть. Он разыгрывал. Вот сколько сертификатов вам в одну семью пришло. Так, 3000 рублей. Регион того края, где я живу. 38. 038. 038. Ура! Размешайте. Мешаю. Это я уже не Якубовича вспомнил, это я уже вспомнил русское лото. 135. 135. 135. Благодарим тебя, дружок, что ты передал подарок другому дружку. 427. А вот у нас первый номер, по-моему, был 426, по-моему. Они вот вместе сидели и вместе убежали. Это мой номер, но я его дома забыла. Да? Да. Ну вы даете. А как так-то? Ну, оставила дома в другой сумке. Ну мы тогда как сделаем? Мы подарим, она нам... Мы этот подарок тогда вы обменяете потом на номер. Да? Кому передадим? А? Оставим того девочку, мы оставим, Да. То есть ваша пачка, да, будет? Да. Когда у вас в следующий раз презентация будет? В офисе. Все, вот в обмен обменяете. Обменяете. Последняя пачка. Последних 3000 именно на сегодня. Самый фартовый. Вот он, самый фартовый. 0, 5, 5, 155, 25. Он не фартовый. Не тот фарт был у него. 0, 6, 2. Вчера подписалась? Ну что, друзья, очень хорошая встреча вышла по итогу 2 дней. Добрая, веселая, позитивная.
с большим прицелом на будущее каждого из нас. Каждый из нас теперь понял, что не бывает слова «бедный», бывает слово «глупый» и «ленивый». Потому что бедным при жизни быть невозможно, потому что смотреть на звезды — это уже богатство. Верно? Так будьте богатыми всю жизнь, любите, радуйтесь и радуйте нас. К сведению новых партнеров, у нас каждую субботу в городе бывает городская презентация. Это по проспекту Ленина 58 с 11 до 2. И давайте мы нашего наставника поблагодарим, наших лидеров поблагодарим, что приехали к нам, дали нам такую информацию. И приглашаю вас в этом году еще раз. Давайте